оставим. Ксения к нам прилетела специально для того, чтобы организовать и провести 3 игры. 2 уже проведено, и у нас 3-я сегодня. Так, ну что, мы начинаем. Коллеги будут присоединяться к нам. Сколько у нас подключений? И эхо уберем. Я вижу, сколько подключений? 24. У нас же пока звук не работает. Можно еще разговаривать, а? Уже работает. Все, да уж. Я не вижу, ты видишь, сколько? 25. Ну что, коллеги, можем начинать? Добрый день всем, кто присутствует в нашем открытом пространстве Единого ресурсного центра. Мы приветствуем всех, кто подключился к нам онлайн. Надеемся, что практически вся республика, все муниципалитеты смогут сегодня к нам присоединиться. У нас, наверное, такое событие, можно сказать, впервые происходит, и это здорово, что начинается это в декабре, в середине декабря. Начинается это в открытом пространстве Единого ресурсного центра в очень теплой обстановке с участием ресурсных центров, которые к нам подошли сегодня офлайн, и с участием ресурсных центров и, как мы называем, ресурсных человечков, ресурсных людей или координаторов и кураторов некоммерческого сектора в муниципалитетах, которые к нам присоединились сегодня онлайн. И я бы хотела в первую очередь представиться сама, кто вдруг меня не знает. Меня зовут Вешникова Ольга, я являюсь генеральным директором Единого ресурсного центра поддержки СОНКО развития гражданских инициатив Республики Саха-Якутия. Я с удовольствием хочу представить наших гостей, но больше, я бы сказала, экспертов. У нас сегодня экспертные ресурсы, очень мощные. Это Любовь Клюкина, заместитель министра по делам молодежи, социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Спасибо, что пришли. Добрый день. Спасибо, что позвали. Жанна Котова, президент Ассоциации специалистов в сфере гражданских социальных инициатив, статус, федеральный эксперт, множество грантовых конкурсов. Можно так сказать, город Москва прилетела буквально несколько часов назад. Спасибо, Жанна, что нашли время, прилетели к нам и присоединились к нашему зимнему марафону. Здравствуйте. И с удовольствием хочу представить нашего гостя Алексея Матвеева, руководителя Санкт-Петербургского фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица», также эксперта федеральных конкурсов, таких как Росмолодежь, Арт-кластер Таврида, Агентство стратегических инициатив, и он представляет также Общественную палату Санкт-Петербурга. Спасибо, Алексей. Спасибо большое, что вы с нами. Спасибо, что пригласили. Здравствуйте, да, дорогие второй друзья. раз в этом году. Каждый раз как первый раз. Да, здорово. И у нас в зале совместно с нашими представителями ресурсных центров есть тоже гостья из города Перми, Ксения Пунина, руководитель Центра знаний по целевым капиталам, Дом эндаунтмента, начальник управления общественных связей, доцент Пермского университета, кандидат политических наук, город Пермь. Добрый день. Каждый прилетел к нам сюда с определенной миссией, с определенной задачей, но наше мероприятие, которое проходит уже в традиционном марафоне, и сейчас это зимний марафон, называется «Стратегическая сессия для ресурсных центров Республики Саха-Якутия». Что это такое, какие наши цели, задачи, мне кажется, будет правильно нам сейчас всем обозначить для того, чтобы понимать, да, какие KPI или какого результата мы должны достичь при результатам сегодняшней нашей встречи. Вот, и я
думаю, что первое, что мы должны сделать, это познакомиться с вами, познакомиться именно с теми, кто у нас сейчас находится в муниципалитетах. Люди меняются, а все движется, не стоит на месте, и поэтому наша задача сегодня постратегировать на тему, какие мы, да, сколько нам лет, какие услуги мы оказываем, в каком направлении мы движемся и какой цели или света в конце тоннеля мы хотим достичь. Но я сегодня слушала выступление Арсена Томского, нашего успешного бизнесмена, который разработал InDriver. И он в своем выступлении сказал, что самое главное – это не цель, достижение цели, а самое главное – это путь. Да, и в свое время Далай-лама сказал, путь – это счастье. И поэтому я считаю, что вот это путь развития ресурсных центров, инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций, это, конечно, то, чем мы сейчас занимаемся, и то, что точно нам приносит радости. Я думаю, что результата мы все-таки достигнем. Значит, первое – это наше знакомство, и я представила наших экспертов и гостей, а ваша задача сейчас, коллеги, в чате написать УЛУС, который вы представляете, и наслег, населенный пункт, город, фамилия, имя, отчество, телефон, электронную почту, возможно, ссылки в соцсети, сайты. Для нас это все будет полезно, и все это войдет в нашу базу, которую мы будем использовать. Да? И думаю, что, может быть, вы со мной поспорите, уважаемые коллеги, эксперты. Я думаю, что сегодня было бы, наверное, очень важно обсудить актуальные вопросы, которые бы касались о том, как повысить нашу ресурсность, как нам стать более эффективными, актуальными здесь и сейчас, да, и для этого нам через такое приложение, как Mentimeter, мы пригласим вас порассуждать и ответить на вопросы, кто мы, сколько лет, какие трудности мы испытываем, каким целевым группам мы оказываем услуги и так далее. И, возможно, уже и нужно предлагать готовые решения. Я думаю, что сегодня день готовых решений, и я уверена, что после сегодняшней нашей встречи мы точно Министерство по делам молодежи направим нашу совместную какую-то выработанный такой, не знаю, это будет документ, резолюция или еще что-то, но точно, что это будут решения, к которым мы придем общими усилиями, это очень важно, да. И это вот я две задачи сейчас поставила перед нами, надеюсь, что с третьей основной задачей нас познакомит Любовь Клюкина, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям. Какой у вас запрос к нам, к ресурсным центрам, к кураторам НКО? Добрый день, дорогие друзья. Рада видеть сейчас здесь, в зале, своих добрых социальных партнеров. И на экране вижу, да, коллег с районов. На самом деле, очень радостно, что мы сейчас уже пришли к вопросу о том, должны ли быть ресурсные центры в муниципалитетах, какими они должны быть, да, в то время как ранее мы говорили только о республиканских пока, да, ресурсных центрах, то есть что это за центры, откуда они будут получать финансирование. Много спорили по этому поводу, да. Важность, что эта встреча проходит вот буквально в те сроки, когда у нас вновь назначенный министр сейчас уже как бы стратегию определенную прописал, прорисовал, да, на будущее трехлетие нашего министерства. И в этой стратегии как раз-таки есть пункты по развитию ресурсности на базе общественных организаций в муниципалитетах или же на базе муниципальных учреждений. Вот сегодня как раз вот эти модели нам нужно будет отработать, то есть как лучше организовать в каждом из муниципалитетов, должно ли быть в принципе в каждом из муниципалитетов. Два, как мы, как орган власти, должны и можем поддерживать такие ресурсные центры, да. С прошлого года у нас есть грантовая поддержка ресурсных центров республиканских и муниципальных в рамках нашего конкурса грантов главы республики. Сумма, в принципе, приличная, но
все равно не очень достаточная, да, для того, чтобы эта работа велась. Мы вот в течение этого месяца, я и Петр Витальевич, наш министр, обсуждали уже с руководителями районов, некоторых районов, о том, как они видят ресурсные центры, и в каждом районе у каждого главы своя картинка, да. У некоторых глав этой картинки нет вообще, они не понимают, зачем это нужно, да. Где-то, например, уже говорят: вот мы выработали такую модель, она у нас там внедрена на базе муниципального учреждения, начала работать, и я уже вижу отклик да. Важно, что критерии оценки мы должны также выработать, да, по работе как региональных, так и муниципальных ресурсных центров. И я считаю, что эти критерии оценки не должны быть только эффективность участия, да, в грантовых конкурсах. Вот. Все же не грантовыми конкурсами едиными, конечно, это верхушка айсберга, да, то есть только так мы можем понять, да, активность, но не только это должно быть, это и меры имущественной поддержки муниципалитета, да, то есть в каких-то районах уже закрыта эта потребность, например, как в Алданском районе есть отдельное помещение для общественных организаций, которое курируется отдельным специалистом, да, а в других районах наши общественники до сих пор, ну, мыкаются, да, можно сказать, и у них нет какой-то такой целенаправленной имущественной поддержки. Дальше это, безусловно, ресурсные муниципальные центры должны курировать механизм информационной поддержки некоммерческих организаций на местах, что тоже не везде, да, равномерно сделано. То есть пока больше вопросов, чем ответов. На самом деле у нас, как у министерства, огромные надежды на сегодняшнее мероприятие. Да. Я благодарю вас, Ольга, за то, что вы проводите, да, за то, что вы так быстро и оперативно откликнулись на наш призыв, то, что мы обсуждали на встрече с ресурсными центрами, да, и очень быстро организовали и привлекли столь высоких и квалифицированных экспертов. Сейчас буквально глава нашей республики озвучил послание свое, да, послание главы традиционное, ежегодное, и уже пошли в социальных сетях и через все СМИ информация о том, что он сказал, и ключевой момент, да, который мы для себя должны здесь отметить, это то, что будущий год будет посвящен матерям, это будет год матерей в республике, и в 2 раза будет увеличена грантовая поддержка общественным организациям, которые работают как раз-таки с семьями, с матерями. Вот это то, над чем мы будем работать. И, может быть, нам сегодня стоило бы затронуть еще эту историю, да, то есть как в 2022 году по поддержке материнства, детства, да, семьи муниципальные центры могли бы работать. То есть, может быть, нам нужно будет выработать какой-то даже отдельный план. И последний момент, который нужно не забывать. На будущий год мы празднуем столетие нашей республики. Разработан очень обширный общественный такой план, да, всех мероприятий, которые проводят наши общественные организации на местах. Тут, опять же, муниципальные ресурсные центры могли бы быть, ну, вот таким вот связующим звеном, потому что план очень большой, очень обширный для того, чтобы помочь нашим организациям провести задуманное, да, на хорошем, на должном уровне. Тут нам тоже нужно будет какие-то вот взаимоувязки сделать. И, может быть, в 2022 году по ресурсности принять ну, вот какие-то конкретные решения, да, вынести на уровень главы, на уровень председателя правительства в виде поручений даже, да, что, может быть, увеличить, например, финансирование ресурсных центров. То есть вот это вот еще такая вот задача. Может быть, мы ее рассмотрим не сегодня, но на будущее, я думаю, что стоило ее озвучить. Всем желаю сегодня активной работы. Вот, поехали. Спасибо большое. Ну, перед нами задача номер 3 поставлена, но она даже не номер 3, а она такая 33, расширенная, да? там и очень много подпунктов. Мгм. Мы себе их пометили, я думаю, все ресурсные центры это сделали. Действительно, очень важно говорить о поддержке. Вот у нас 2 дня прошла школа ТОСов, которая была, можно сказать, муниципальным заказом для единого ресурсного центра. Мгм. Ульяновск, Вологда, Иркутск,
Пермь говорили о том, говорили о том, что ресурсная поддержка, в том числе ТОСов, различна. И, допустим, в Ульяновске создана ассоциация ТОС и предоставляется имущественная поддержка, да. А в Иркутской области 60 опорных пунктов, где могут разместиться территориальные общественные самоуправления, зарегистрированы и не зарегистрированы, и осуществлять свою деятельность. Я думаю, от ресурсных центров ждут еще такой как бы аутсорсинг бухгалтерских услуг, юридических услуг, то, в чем действительно нуждаются сейчас некоммерческие организации. Но мы об этом тоже, я думаю, сегодня услышим от наших коллег и участников. Надежда Моисеевна, я попрошу вас сейчас стать к нашему флипчарту. И Любовь Николаевна, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, идеальный ресурсный центр – это какой? Дайте определение. Мы накидаем и потом сфотографируем. Ого, сразу, да, такой сложный. Ну, во-первых, это ресурсный центр на базе общественной организации, в которой есть штатные единицы, да, работающие на постоянной основе, да, и имеющий прямое постоянное финансирование, не зависящее от участия или неучастия в грантовых конкурсах. Это раз. Да, то есть, потому что у нас была практика, да, то, что получают ресурсные центры грант, делают проект, но он всегда, мы с вами понимаем, что проект всегда конечен, да, что после этого, да, неизвестно, вот. И, конечно, это общественная организация, как ресурсный центр, в которой работают люди с достаточным уровнем компетенций. Вот, то есть по тем моментам, которые вы озвучили, да, и вот этот уровень компетенции должны, конечно, обозначить и поддерживать мы как орган власти в первую очередь, да, то есть тут тогда должна быть система образовательных каких-то вещей, вот. И все же наша республика очень неоднородна, да, есть арктические, опять же, улусы, которые имеются проблемы со связью, нужно туда выезжать. Есть у нас центральная группа улусов, которая, в принципе, уже есть своя картинка, да, по некоммерческому сектору, они уже движутся практически как такие паровозики, да, в своем направлении, вот, поэтому возможно, что этих ресурсных центров должно быть несколько. Или один, но с большим количеством штатных единиц. То есть даже 5 на всю республику – это супер мало. Я вижу ваше распределение по кураторству по районам, да, и не представляю, как вообще специалисты могут успеть охватить, да, запросы с районов. Вот, то есть это супер сложно. Это что касается вот по республиканскому, ну, примерно такая картинка. Хорошо, спасибо. И можно я продолжу? Для меня что такое идеальный ресурсный центр? Это все-таки та организация, да, это юридически зарегистрированная организация, Надежда Моисеевна, мы запишем, да, которая обладает своей миссией, у нее точно есть принципы, у нее точно есть пакет услуг, процедур и есть стратегия, разработанная и на ближайшее будущее. Мы говорим о том, что нам, с одной стороны, очень сложно планировать, даже на ближайший год мы не знаем, да, что будет в эпоху пандемии, например, пожаров и так далее. Но, с другой стороны, мне кажется, именно ресурсный центр – это та организация, которая точно должна обладать такими компетенциями, как умение планировать, стратегировать и учить это другим организациям. Потому что мы точно не на один день приходим в этот сектор, мы приходим надолго, и это очень полезно для развития. И вот для того, чтобы нам легче с вами постратегировать и поучаствовать в вопросе путем вот Mentimeter, да, все ли коллеги у нас здесь скачали это приложение, пожалуйста. Я попрошу вас пока скачать, пока мы переходим к участию непосредственно. К сожалению, мы не можем передвигаться и сделать такую стратегическую сессию, чтобы наклеить сейчас стикеры, походить по этому помещению и так далее. Мы статичны специально для того, чтобы наши коллеги из районов нас видели, слышали, да, и
реагировали вместе с нами на то, что здесь происходит. Так что это про миссию. И когда в ресурсном центре мы понимаем, кто наши клиенты, какие потребности у них, да, вообще какие услуги мы оказываем, и насколько профессионально, и каким ценностям следуем, мне кажется, вот это и есть идеальный ресурсный центр. Ну, так, по крайней мере, нас обучают на различных стратегических сессиях, которые собирает Минэкономразвития, например, да, или крупные ресурсные центры страны, которых мы знаем и очень уважаем. Вот. Ну и стратегия – это, конечно, про то, куда мы движемся. Собственно, сейчас, мне кажется, мы это и разрабатываем вместе с вами, то есть стратегия развития ресурсных центров Республики Саха-Якутия. Ну, здесь немножечко из Алисы в стране чудес. Иногда это про чудеса, потому что иногда нужны ресурсы, и не знаешь, откуда их взять. И только чудо и молитва иногда нам помогает привлечь в том числе и уникальные ресурсы. И вот все-таки теперь мы для понимания, обычно ресурсные центры, понятно, что нет такого словосочетания, которое где-то у нас зарыто в нормативно-правовом акте. Нет. Поэтому определение четкого сказать очень сложно. Мы просто будем сегодня идеализировать картинку, да, ну, вот насколько можем. Но нас можно классифицировать по географии, то есть районный, муниципальный район, республиканский ресурсный центр, городской, региональный уровень, межрегиональный уровень, то есть российского масштаба. Нас точно можно классифицировать по целевым группам, с которыми мы работаем. Это некоммерческие организации, инициативные группы, другие ресурсные центры, учреждения, органы власти. Фонд культурных инициатив говорит нам о том, что вы просто обязаны работать сейчас с коммерческими организациями, индивидуальные предприниматели, муниципальные учреждения, все разрабатывают свои проекты, готовят сейчас на конкурс, да, дедлайн которого 20 января. И также мы точно абсолютно разные по организационно-правовым формам. Есть государственный, здесь присутствует такой ресурсный центр. Есть муниципальные, таких очень много. Сейчас подключено практически, ну, сейчас узнаем, сколько районов у нас на проводе, скажут нам коллеги, да. Есть общественные, это благотворительные фонды, ассоциации и так далее. И это может быть комплексные, специализированные или тематические. И такие здесь тоже присутствуют, и это здорово. Мы должны быть разные, не под копирку, это точно. И есть такие ресурсные центры, которые уже имеют свои отделения, филиалы, и это тоже нормально, и это здорово. Это говорит о том, что такое сетевое, как бы, да, управление под ресурсными центрами или ресурсными центрами на уровне региона. И вот какую градацию нам дает Сибирский ресурсный центр, Сибирский центр общественного развития. Это Елена Павловна Малецкая. Она эту градацию нам дала на встрече ресурсных центров Дальнего Востока в городе Владивостоке. И мне это очень понравилось. Я хочу представить вашему вниманию для того, чтобы мы тоже понимали, на каком мы сейчас уровне и к чему нам стремиться. То есть ресурсный центр первого уровня – это услуги, которые уже сформированы у наших целевой группы, например, СОНКО, это обучение, регистрация некоммерческой организации, помощь в учредительных документах, составление бухгалтерские услуги и так далее. Ресурсный центр второго уровня – это когда, кроме тех услуг, которые я выше сказала, да, мы вырастаем из штанишек первого уровня, и нам хочется делать что-то еще. У нас профессиональный уровень растет, компетенции растут, запросы могут быть как от целевых групп, так и от органов власти, от бизнеса, например. А это может быть грантмейкинг, например, для бизнес-компаний. Это может быть разработка новых технологий, каких-то практик, инноваций, в том числе исследования, социологические исследования. Например, у нас был запрос к Единому ресурсному центру разработки технологии для сопровождения граждан, нуждающихся в особой заботе на определенной территории, Мадутский наслег Намского улуса. Мы эту технологию полностью презентовали, апробировали. Теперь она внедряется на территории 3 крупных муниципальных районов Республики Саха-Якутия.
это вот про это. Или, может быть, атлас технологий практик вы составляете в области поддержки людей с ограниченными возможностями, с инвалидностью. И ресурсный центр третьего уровня, может, поднимите руку и ладошку, если есть у нас такой, который вышел за пределы региона, который уже формирует условия благоприятной среды для некоммерческого сектора Российской Федерации. Пока мы знаем таких, ну, не так много, но, например, вот Центр «Окно» вы можете тоже рассказать, да, что это на всю Российскую Федерацию. Или Центр «Грани», когда Светлана Геннадьевна Маковецкая входит в состав, значит, СПЧ, Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, и те вопросы, которые мы на летучках ресурсных центров страны обсуждаем, она выводит их на обсуждение, и Владимир Владимирович Путин вот на последнем совете просто записал. Это было 3 момента, которые связаны исключительно с некоммерческим сектором. Это ресурсный центр третьего уровня. Есть к чему стремиться, да, когда мы выходим за пределы. И линейка продуктов и услуг, мы тоже попросим вас ответить на этот вопрос. Ну, это консультации, обучение, тренинги, ведение публичных различных баз данных, разработка методологии решений, это могут быть пиар-компании, экспертизы, в том числе документов или проектов, это могут быть дискуссии, медиации, исследования, сопровождение, патронаж и так далее. У каждого свои, вы их сейчас можете назвать. Но что нас объединяет, да, ресурсные центры? И, если честно, вот мы, кто в некоммерческом секторе, мы понимаем более-менее, что это такое. Когда к нам сюда приходят представители бизнеса, их даже немного раздражает. Что такое ресурсный центр? Покажите свои ресурсы. Сколько это стоит? Оцифруйте их или в рублях, или в другой валюте и так далее. Это очень сложно. Оцифровать компетенции, оцифровать то, что мы умеем, знаем, и наши возможности очень сложно. Но при этом мы должны уметь с вами, мне кажется, говорить на одном языке и с представителями бизнеса, и с представителями власти. И самое главное, быть на одной волне с нашими представителями общества. Ну и СМИ, конечно, тоже не забываем. Вот, и что нас объединяет, может быть, вы со мной не согласитесь, коллеги, кстати, вы можете дополнять, там, говорить и так далее. У нас здесь дискуссионный клуб. Я считаю, что это консультация, обучение, тренинги, это информирование о том, что происходит в нашем секторе, это отработка на практике определенных действий технологий, то есть мы не теоретики, мы больше практики. И это, наверное, правильно вначале значит, разработать, потом апробировать и потом уже советовать или распространять технологию или практику. Нас объединяет о том, что мы анализируем, мы мониторим. Республиканские ресурсные центры знают, что такое отправить отчет по заявке Министерства по делам молодежи, что столько-то заявок на фонд президентских грантов на сегодняшний день направляется, столько-то отправлено, столько-то только планирует, и сколько выиграло из тех, кого мы сопровождали, да, до последнего дня и до вот этого момента подать заявку волшебного. Вот, и необходимость постоянного собственного развития. Мне кажется, саморазвитие, повышение профессионального уровня наших компетенций и, возможно, вот как предложение, мне кажется, нам важно быть на порядок выше, профессиональнее, качественнее. Значит, мы могли бы сейчас одним из решений стратегической сессии о том, что мы точно могли бы помочь друг другу в нашем образовании, повышении компетенций, методической, профессиональной, экспертной поддержки друг друга. Вот что важно, да, выстраивание горизонтальных связей между нами. Я приглашаю сейчас нас всех к тому, что если мы что-то узнали, давайте мы будем этим делиться. И надо понять, что это будет за площадка, платформа и каким образом мы будем делать. К примеру, мы ЕРЦ, Единый ресурсный центр, республиканский, общественный, мы говорим комплексный, потому что комплекс услуг. Мы себя позиционируем на 2-м уровне развития, так как есть технологии исследования потенциала гражданского общества. Сегодня всем в руки наконец-то раздадим. Мы сделали 2-й тираж. И осуществляющий поддержку развития НКО, целевые группы, активные граждане, волонтеры, социальные предприниматели по их
значит, аспектам деятельности. Ну, собственно, вот давайте мы перейдем к, наверное, нашей стратегической сессии и постратегируем. Для этого нужно войти в Mentimeter. И, коллеги, сейчас в чате, включите, пожалуйста, презентацию, как нам туда войти. Вот, наш первый опрос. Участники в онлайн-формате, пройдите по ссылке в чате и введите код доступа, он следующий. А участники очного формата в приложении у всех есть? Войдите, пожалуйста, и введите код доступа. Mentimeter. Мгм. Работает. Да, тут код один. 67 45 93 19. Да, вы видите вопросы. Мы вам даем буквально 2 минутки на то, чтобы ответить на первый вопрос. И мы его должны увидеть сейчас на экране. Сколько лет существует ваш ресурсный центр? До года, от года до 3, от 3 и более лет. Давайте включаться, у нас 4 ответа. Так. Уточняют, нет, поясните, пожалуйста, что кто, еще раз можно вернуться, кто получается онлайн, они должны по первой ссылке, правильно заходить? Код. Там у всех код одинаковый, они по ссылочке должны зайти и набрать код. Сейчас Леонид еще раз продублирует, да? Продублируй, пожалуйста, в чат. Но нам надо какое-то время собраться. Ничего. Первый раз сложнее, потом пойдет все поживее. Зашли? Ага. Да, все синхронно. Получилось у вас? Хорошо, коллеги в зале, у всех получилось? Надо помочь Ну, кому-то. Пока еще только 9, да, 10 человек. Всего нас 47 в онлайне, Да. а здесь нас плюс еще 15, да, порядка 60. Да. Нет, у них не приложение, они по ага. ссылочке, Да. они могут поставить по ссылочке. Но Если сложно что, тем, то кто с можно, телефона. да, можно зайти просто на сайт menti.com, да, и без скачивания тоже можно. menti.com. Просто Надежда на сайт. Моисеевна, вы возьмите микрофон и расскажите, как это делается, Да. чтобы пояснение было. Вот. Рост пошел. Да. В чате появилась ссылка, вы проходите по ссылке. Мгм. Я сейчас говорю для участников онлайн-формата. Мгм. Проходите по ссылке, вы великолепно попадаете в Menti.com, где появится строка. В строку нужно ввести код, который мы сейчас только что сказали, 67 45 93 19, и выйдет вот вопрос, который мы видите. И в вопросе нужно будет вариант ответа, сколько лет осуществляет ваш ресурсный центр деятельность. Код продиктуйте еще раз. 67 45 93 19. Так, это новые компетенции. Ну, уже Для 16. некоторых. Уже Уже хорошо. Уже хорошо. Да, но мы видим, что у нас новичков, конечно, больше. Ну, новички, скорее всего, это те, с кем отрабатывал Геннадий Иванович в рамках последнего своего проекта. Ну и те, которые вот только у Создание нас проектных ресурсные центров. человечки тут Да, есть. да. Да, Ага. органы местного самоуправления, вновь назначенные. Мгм, И мгм. везде это разные наши кураторы. Где-то это управление по делам молодежи, где-то сам замглавы по соцвопросам. Очень интересно, порой приезжаешь в район и видишь, что устав пишет замглавы по соцвопросам. Например, Анабарский район, я лично знакома. Да. И это здорово, это очень приятно. И мы также общаемся по проектам и так далее. Так. И следующий вопрос. Ну, мы примерно срез увидели, что 10 до года, 6 от года до 3. Мгм. И следующий вопрос, то здесь нужно будет сделать выбор вам, какие услуги предоставляет ваш ресурсный центр. И мы сейчас должны их увидеть. Так, 2 человека. Здесь ответили. можно неограниченно, да? Да, можно Неограниченно. выбрать сколько угодно. Я тоже решила принять участие, хоть и не являюсь, Пожалуйста. Здорово. И да.
ресурсные человечки. Нам очень нравится работать с такими людьми, потому что не всегда у нас сразу появляется, да, готовый ресурсный центр. Это же поступательно, это эволюция такая, поступательное развитие. Мгм. Да, у нас вот здесь кураторство написано, вы увидели, но успеваем как можем. Так, интересно. Мгм. 15. Давайте дождемся хотя бы до 20, Да, может быть, да, давайте. чтобы люди поняли уже, куда входить, как входить. 17. Хорошо. Подавляющее большинство все-таки информационную Да, поддержку оказывают. информационная поддержка, подавляющее большинство, методическая помощь, да, Мгм, мгм. образовательные услуги, то есть вебинары, семинары. А дальше идет экспертиза социальных проектов и иные услуги. Это тоже очень важно, потому что услуги иногда ресурсный центр может уникальные предоставлять Мгм. определенной целевой группе. Смотрите, юридически это не так у нас распространено, да, и консультации по составлению отчетности тоже. То есть вот это не все либо владеют компетенциями, но я думаю, что потребность точно есть, Мгм. точно есть. А вот такая история любви у нас здесь произошла с вами сегодня. Но это только 2 вопроса, на которые благодарим за ваши ответы. Ну как, понравилось? Следующий сразу же, да, запускаем? Вы нам не Давайте, да. даете шанса? Окей, хорошо, давайте следующий. Участники опять онлайн формат. По ссылочке проходим или заходим на сайт Mentimeter и вводим. Да, и вводим код доступа 75 55 58 97. Мгм. Все услышали, увидели. Геннадию надо помочь, Надежда Моисеевна. Все получилось, Геннадий? Хорошо. Значит, еще раз повторю, 75, 55, 58, 97. Вышел вопрос, кто ваши клиенты? Что здесь подразумевается под... Как ответить? Мы пишем целевые группы ваши, Мгм. волонтеры, Например. НКО, Мгм. активные граждане, Мгм. люди с особенностями, выпускники детских домов, да, престарелые граждане, молодежь и так далее. Так, и вот начинают выскакивать наши целевые группы. У кого-то игрушка там включилась у нас. Активные граждане, муниципальные учреждения, молодежь, социально ориентированные некоммерческие организации, дети от 14 лет, Мгм. волонтеры, активное население, социокультурные проекты. Ну, окей, хорошо. Кто еще? Активные жители, представители муниципалитетов, педагоги. Да, действительно, это может быть ресурсный центр, который предоставляет услуги определенным специалистам в области образования, культуры, здравоохранения и так Мгм. далее. Молодежь от 18 до 35. Весь социум. Весь социум вообще, здорово. Планета Земля. Если надпись больше, значит больше людей, да? Но здесь важно увидеть весь спектр нам. Да. Какие мы разные. Посмотрите, насколько спектр наших целевых групп, он очень большой. Мы не зацикливаемся, когда вот проект смотришь ресурсного центра, там 3 целевые группы, да, волонтеры, СОНКО, активные граждане. Посмотрите, это нам показывает о том, что мы очень разные. Да, давайте будем к следующему вопросу переходить.
Мы скрины сделаем, это все сохранится в истории. Ну и вообще в системе остается, но на всякий случай. И вопрос следующий. С какими трудностями и барьерами сталкиваются ваши целевые группы в своей деятельности? Здесь нужно чуть-чуть подумать. Именно ваши целевые группы, в чем им сложно, если, допустим, это некоммерческие организации или активные граждане. Какие сложности? Получается, эти сложности, в решении этих проблем вы принимаете участие. Молодец, Лена, молодец. Так, поощрение, поясни. Это твое? Ну, мы же знаем, да, кто. Люди, которые готовы работать в этом направлении и сейчас работают, но важно каким-то образом поощрять. То есть нет поощрения, да? Трудность в том, что нет поощрения, нет системы поощрения. Мгм. Кроме неограниченного количества благодарственных писем, которые наши коллеги выписывают. Вот такие стопки. Поменяй 10 благодарственных писем министерства, 30 тысяч рублей. Какое хорошее предложение. Да. Какая прелесть. Там 50 штук. Я не могу подарить денег. Так, Монетизация благодарственных писем. вот, вот. Знаний моих нет, как-то должен. Так, интересно, это тоже нужно записать нам в Ага. решение стратегической сессии. Ну, больше говорят все же про финансы, да, Мотивация. и мотивацию. Не имеют ресурсов, Да. то есть вообще никаких ресурсов. Даже есть, смотрите, языковой барьер. Гражданство РФ, посмотрите. Мгм. Языковой барьер действительно такое, действительно может быть. Мгм. И очень важно иногда, когда вылетаешь в районы, да, такое билингвальные тренинги, потому что, ну, для того, чтобы действительно было четкое понимание, и мы достигли результата. Так, ну вот какие трудности? Мотивации нам, не хватает времени, низкий уровень знаний, нехватка компетенций, нехватка финансирования. Вот, реализация проектов, это тоже для кого-то составляет барьер. Грант выигран, ура, а что дальше? Мгм. Да, как достичь? Здесь есть люди, которые вот готовят сейчас отчеты и должны сдать до 10 января. Мы знаем, мы вам поможем, не переживайте. Дальше, что еще? Да, про финансы много, про реализацию проекта много. Ну, вот смотрите, вот такой спектр трудностей и барьеров, который имеет место быть, и я точно уверена, что ресурсные центры еще для этого, да, для того, чтобы найти ответы на вопросы. И вы нам предлагаете дальше, да? Сразу про опрос. И сразу закончим с этим, окей, хорошо. Мы не спорим с IT-менеджером. Давайте еще раз постратегируем. 33, 65, 81, 30. 33, 65, 81, 30. И вот как раз тема очень интересная. И самое главное, про ресурсы. А что мы имеем, чтобы мы могли делиться? Какие ресурсы у нас есть? И это важно понимать. И мы говорим про безвозмездную помощь, но не всегда. Мы знаем, что некоммерческие организации могут оказывать и платные услуги, и частично платные услуги, и бесплатные. И иногда, когда мы не можем просчитать свою услугу, не знаем свои ресурсы, сколько это стоит и как это монетизировать, нам это мешает в том числе и оказывать платные услуги. Почему нет? Да? Потому что речь, допустим, ресурсный центр, который оказывает, помогает социальным предпринимателям, организациям, которые оказывают услуги в социальной сфере и так далее. Нужно понимать, что спектр услуг, он тоже может быть разный. И очень важно на берегу понимать, что мы имеем и чего нам не хватает. Но здесь какие у нас имеются? Помещение отлично. Информационная страница в соцсетях, Жанна, это к вам, вы любите информационную открытость. А еще Вот. больше соцсети. Да, и вы любите, вы наш блогер. Так, люди, которые готовы работать, связи со СМИ.
Методические разработки, база спикеров, экспертов. Отлично. Что еще мы видим? Грантовая поддержка. Много партнеров, здорово, партнерские связи. Это тоже очень мощный ресурс. Одна штатная единица. Yes, мы добились этого, есть трудовой договор. Здорово, это тоже хорошо. Ну, потому что иногда есть такой стереотип, даже не иногда, некоммерческая организация, но вы волонтеры, зачем вам зарплата, Да-да-да, да? Вы же питаетесь Святым Духом и спасаете, вы Брюс Уиллисы. Нет, если мы профессионалы, если у нас есть ресурсы, если на эти ресурсы нам нужны в том числе финансы, то, конечно, это про оплату услуг, про достойную оплату услуг. Ну вот опыт и практика, здорово, сайт, СМИ есть, просто есть ресурсы и хорошо уже, кадры. Ну вот такой спектр, то, чем мы владеем. Да, и еще один вопрос у вас. Ну, давай, Леонид, покажи нам еще один вопрос. Все втянулись, понравилось, да? Да, это же хорошо, это Мгм. стратегическая Да-да-да. сессия, но при этом мы сидим на месте. Обычно мы всегда бегаем, что-то клеим, какие-то ряды, да, потом это вот классифицируем, следующий группируем и уровень. так далее. А теперь самое интересное, чего нам не хватает для счастья в жизни. В каких ресурсах нуждается именно ваш ресурсный центр? Не вы как ресурс, ну, если вы ресурсный человек, окей. Мгм. Но мы сейчас не про человеческие ресурсы больше, а про внешние, да. И давайте сейчас накидаем, коллеги, представители ресурсных центров, какие ресурсы бывают. Коллеги, давайте поможем нашим коллегам из муниципалитетов. Назовем ресурсы, которые бывают. Блиц-опрос. Какие бывают ресурсы? Я называю человеческие. Да, какие бывают? Материальные еще? Информационные, имущественные, тоже ближе к материальным еще. Административный ресурс очень важен, если у вас проект, который связан в том числе с благоустройством, например, города Якутска. Дальше. Человеческий, самый дорогой временной, который нам нужно соблюсти, поэтому торопимся.
вопрос. Ресурсным центром в первую очередь необходимо оценить, если я готов быть ресурсным центром, я должен формировать финансовую свою модель. И вот тут бы я порекомендовала как раз министерству рассмотреть возможность обеспечения материально-технической базы какой-то, да, то, чего не хватает, мультимедийного оборудования, оснащения, да, то есть, чтобы выходить, это были студии, вот как здесь прекрасно оборудованные, или это были стажировки, на что не хватает ресурсов, да, чтобы поехать, например, тем же улусам отдаленным, прилететь даже в тот же Якутск, например, да, и пройти эту стажировку, или, скажем так, получить наставника, который тоже может сопровождать, потому что сейчас важно наставничество. Третье – это услуги. Услуги, не забываем, коллеги, это то, что, смотрите, очень важно – это человек. Все НКО и гражданские активисты, которые создают свои проекты, инициативы, пишут, то есть как создают организации целые, да, это говорит о том, что они решают ту или иную социальную или общественную значимость целевых групп. То есть мы теряем человека. Простите меня, но уже оценивая заявки, я не знаю, Алексей согласится со мной или нет, но большая боль, я реально в заявке не вижу человека. Я вижу, что людям, которые подают заявку, им нужна заработная плата и, возможно, какие-то материально-технические оснащения. А что произойдет, какие изменения с людьми на местах, да, то есть как улучшится их качество жизни, что изменится. Смотрите, от нас всех ждут инновации. И инновации заключаются в том, что это как раз новые решения, новые технологии, и они должны быть описаны, потому что инновация как раз может быть прецедентом описания в стандарт, не в методичку, понимаете? Методичка – это один из инструментов, а это как раз разработка нового стандарта, принятие, и ресурсные центры могут этим заниматься как раз, и они должны аккумулировать предстандарты, да, то есть упаковывать это, и потом уже предлагать, принимать через ассоциации, через саморегулирующие организации, через техкомитеты, да, то есть выводить, и уже эти услуги выводить непосредственно к отраслевому ведомству. Дальше, посмотрите, ресурс никто не написал. А вы с каким отраслевым министерством решаете ту или иную задачу? Это Минкульт, это Минспорт, это Минсоц, то есть кто ваш, скажем так, основной взаимодействующий стейкхолдер, с которым вы совместно не дублируете, понимаете, что сегодня происходит? Мы очень много дублируем услуги, которые оказывают наши учреждения. Поэтому они с нами и говорят, да мы, ну, то есть мы это некоммерческие организации, и они говорят, так они выполняют ту же самую услугу, которую делаем мы. Извините, а человека, и мы касаемся с вами одних и тех же целевых групп и боремся за те 20%, которые на поверхности находятся, а 80% не охваченных целевых групп. И вот, конечно, я порекомендую, скажем так, направлять и ресурсным центрам, и некоммерческим организациям, и гражданским активистам свое направление, акцент делать именно в сторону человека, да, то есть конкретного человека. Конечно, здесь нужна цифровизация. Без цифры мы, к сожалению, не сможем понять, сколько услуг получил. Вот смотрите, у нас уже ведет персонифицированный учет в образовании. Да? То есть на одного ребенка он получает конкретно, то есть и мы видим, что он услугу получает, например, в музыкальную школу ходит, да, он ходит вот такой кружок, вот такой. Теперь смотрите, пушкинская карта. А чем вам не персонифицированный учет? Извините, ресурсные центры. А кто вам мешает тоже заявляться, если кто-то вот, ну, в этой сфере, то есть в сфере культуры, может заявляться на пушкинскую карту?
Например, привожу, то есть как бы это иммерсивные экскурсии, пожалуйста, то есть как бы, может быть, какие-то еще дополнительные услуги готовы оказывать. Там от 14 до 22 лет, да, у нас эта карта. И как раз тут уже идет формирование услуги конкретной стоимости услуги. То есть нам с вами, ресурсным центром, необходимо разрабатывать стратегию. Это люди должны четко понимать, с какими они отраслевыми ведомствами работают, куда сегодня... Ну, а у нас все четко уже определено. Есть в международном формате это цели устойчивого развития, на федеральном уровне это национальные проекты, да, то есть как бы, и естественно, каждое отраслевое ведомство, оно работает в рамках национальных проектов. Коллеги, вы хотите получить деньги из бюджета. Бюджет – это как раз заказ условный такой, условный. Это, конечно, не относится напрямую к социальному заказу, но тогда нужно ножками идти. И тогда как раз ресурсные центры – это хабы, понимаете, хабы как раз между, чтобы в министерство не ходили люди, да, то есть, как говорится, каждый по своей задаче, да, запросу. Вот как раз ресурсный центр и может стать хабом, который вот понимает этот запрос, да, вырабатывает, понимает, какие услуги уже оказывает. То есть нам нужно с вами быть образованными и понимать, какие программы есть, на что финансирование выделяется. После этого уже предлагать решение. А что людям надо? Просто есть эта услуга, она возмещается за счет бюджета. А, например, мы понимаем, что у людей уже сейчас в быстро меняющемся мире есть другой запрос на услугу. И вот эту услугу как раз оказывает вот, некоммерческая организация или ресурсный центр. То есть нам, вот я сейчас основной вижу боль такую, да, которую нужно разрешить, это четко определиться со своими услугами, которые вы готовы оказывать. Потому что даже консультационные, это сейчас чаще всего, на мой взгляд, это больше направлено, где гранты дают, а где, то есть, как бы, ну, как говорится, финансирование еще дополнительное получить, и как отчитаться. И все, коллеги, так точно не должно быть. Мы должны с вами более глобально, широко смотреть, то есть, как бы, иметь государственное мышление. К сожалению, у нас даже, извините, и чиновники не имеют государственного мышления, да, то есть, как бы, не мыслят. Не все. Я не буду говорить, да, не обобщаю, то есть, как бы, но уже... Спасибо. Спасибо, да. Но я, поверьте, много просто по стране езжу, я разговариваю с вашими коллегами, еще не разговаривала, поэтому не относятся. Вот, и это очень важно знать, чтобы вы как раз четко понимали, мы будем оказывать вот это, да, то есть как бы где мы будем... Смотрите, что ресурсными центрами происходит. Мы с вами прям манипуляторы. Жуткие манипуляторы в части того, что начинаем манипулировать судьбами людей, то есть ситуациями, в которых они попадают, там, да, и мы говорим, вот, они же бедные, несчастные, но в то же время мы хотим, чтобы с нами разговаривали как со взрослыми, тот же бизнес или то же государство. Извините, тогда давайте говорить тоже, уметь цифрами, разговаривать и брать ответственность, то есть как бы, и предлагать решения. Потому что к власти нужно приходить именно с позиции, вот смотрите, мы видим вот здесь проблема, а вот тут мы предлагаем решение. И тогда, коллеги, поверьте, и власть будет по-другому реагировать. А сейчас мы больше давим на жалость, мы не ресурсны, потому что нам нужно, вот смотрите, я сама представляю некоммерческий сектор, мы занимаемся обеспечением качества, я еще вас не гружу качеством услуг, которых вы оказываете, понимаете? Хотя бы вот. фактом. Да, то есть как бы, а так я чуть попозже могу и по качеству пройтись, вот, предоставляемых услуг. И что очень важно, то есть как бы, да, чтобы вы четко понимали, какие, то есть вот мы как некоммерческий сектор, мы тоже, вот смотрите, если вы будете сидеть на одних грантах, вы никогда не будете ресурсными. Вы должны воспроизводить услугу, предлагать ее, неважно, даже друг другу продавать, понимаете, в гранты. Так почему вы не продаете ее друг другу? То есть вы можете заниматься деятельностью, приносящей доход. Вам нужно четко определить, какие услуги вы будете оказывать и какая стоимость этой услуги. Тот же мастер-класс, извините, та же консультация. А сколько она в деньгах стоит? То есть посчитайте, сколько конкретно, например, одна консультация стоит в финансовом выражении, да, то есть конкретно. Дальше, то есть как бы вам нужно потом искать, где вы кому можете, кого консультировать, как о чем говорила Ольга. Это может быть и бизнес на самом деле, да, это могут быть и другие регионы. Вам никто не запрещает сейчас в мире интернета, когда вы классный консультант по, ну, не знаю, там,
даже вот сейчас по материнству, да, если вот ресурсы будут вложены, и вы замечательные, и технологии у вас есть, консультирование по кризисным каким-то ситуациям. Вот, например, сегодня я летела с двумя мамочками, и они так гордо говорили: мы матери-одиночки. Вот вопрос, да, то есть понимая, какую-то технологию у вас есть, она выработана, разработана, и вы ее можете предлагать. Посмотрите, коллеги прилетели к нам из Перми, да, у них тоже классная технология, которую они сделали в виде игры, упаковали ее, и по сути они ее продают. А кто мешает вам? Потому что, смотрите, особенно для северных территорий, Чукотка запрос есть, Камчатка запрос есть, Магадан запрос есть. Так почему вы эти технологии не продаете не только на своей территории, можно продавать, но и продавать ее, то есть эту технологию, да, уже на другие территории? Конечно, это совершенно другое мышление. Безусловно, это стратегия, бизнес-план, пробовать, то есть что-то будет получаться, что-то не получаться будет, да, то есть какие-то услуги убираем. Коллеги, по-другому никак. Если вы сядете, потому что завтра не будет финансирования, вы что, этих людей бросите? Ну вот серьезно, то есть почему государство боится доверять негосударственному сектору? Да по одной простой причине, потому что, извините, сегодня я, как говорится, в ресурсе, у меня есть настроение, желание, и я там вдохновение, я оказываю. Завтра у меня его нету, я вдруг нет. Извините, а люди-то у нас, мы не можем бросить людей, люди-то остаются. Выбирайте какие-то ниши отраслевые, заходите не только там юридическую помощь оказания, да, то есть как бухгалтерскую, но вы заходите в ниши какие-то конкретные, да, то есть уверена, и культура, и образование, и спорт, и соцзащита заинтересованы в вас, как в профессионалах и в разработке тех или иных новых технологий. Коллеги, может быть, вы простите, что я так эмоционально, ну... Круто. Нет, наоборот, Нам прям это вот тут нужно. прям аплодирую. И более того, смотрите, что еще не хватает, конечно, такая... Сейчас стратегия 2050 уже разрабатывается. Мы в техномире с вами вообще не запрашивают, кроме компьютеров, понятно, и компьютеры надо обновить, на Программное какие-то обеспечение. инновационные технологические ресурсы. Мы не будем ресурсными через 10 лет, коллеги. Посмотреть, а это что значит? Не только посещать надо форумы, которые ваши отраслевые, то есть, например, гражданский форум, да, то есть, или там, пускай, не знаю, там, молодежный форум, да, но это нужно посещать и форумы IT. Это значит, нужно знакомиться, понимаете, айтишники, они говорят: да мы все сделаем, вы нам заказ. Кто пишет алгоритмы? Алгоритмы пишет как раз, то есть специалисты, вы специалисты, а они это все упакуют как нужно. То есть они все напишут разные программы, что вам необходимо. CRM-системы, обеспечения, то есть это важно сейчас, то есть именно, чтобы каждый человек, почему все равно мы переходим все цифру, каждый человек уже есть в цифре, да, на самом деле, цифровой след. И, конечно, уже важно, чтобы, как он меняется, то есть этот цифровой след. IT-форум, вы передовая территория, то есть по IT-технологиям, но, я уверена, никто из вас никаких, то есть цифровых решений пока от них отстраняется. Не отстраняйтесь, через 5-10 лет вы не будете конкурентными. Услышьте меня, пожалуйста, то есть это действительно так. То есть, поэтому вот это сейчас и есть возможность на грант, даже больше, знаете как, не на зарплату, старайтесь, вы заработаете. На самом деле, если вы правильно распределите, старайтесь на материально-техническую базу, которая потом будет работать на ваш, то есть как говорится, вы заработаете эти деньги, вы вернете, приумножите, и как раз сможете и людей нанимать, да, то есть принимать на работу, и обеспечивать им какие-то социальные гарантии в том числе. Вот в этой части акцент я хотела бы сделать. Пока, наверное, все. Спасибо большое, Жанна. Ну, во-первых, мы вас пригласили не для того, чтобы вы нас тут хвалили, сидели.
Да, у нас же стратегическая сессия, и нам нужно независимое экспертное мнение, которое, во-первых, оно сформулировано на основе многих регионов, которые вы посетили. Я действительно соглашусь, что мы в ответе за тех, кого мы приручили, и нельзя закрывать ставни точно, даже если у нас еще к нам не упало финансирование или мы не знаем, как это сделать. И анализ делали экономисты, исследования. Чем отличается бизнес от НКО? Бизнес отличается чем? Что если условия такие, что нужно закрывать, грубо говоря, хлебопекарню, ее закроют на следующий день. А некоммерческая организация еще посчитали ведь до 18 месяцев по инерции будет оказывать эту услугу и растягивать ее до тех пор, пока мы еще либо не найдем ресурсы, либо мы не закроем ту историю, допустим, оказания срочной психологической помощи людям, которые пострадали от пожаров. Вот. Как мы можем встать и уйти? Да никак, потому что самое главное, мы зашли в этот сектор с активной жизненной позицией, да, то тогда не будем кривить душой и выходить из нее по какой-то такой причине внешней и так далее. И еще хочу сказать, действительно, у нас даже есть в анкетках в нашем ресурсном центре значочки, не буду говорить, как они называются, но очень часто каждый третий сейчас клиент – это тот, который говорит вначале «я хочу получить грант», второе, помогите зарегистрировать организацию. И третье, он говорит, здравствуйте. И мы как психологи, у нас тут несколько психологов, мы понимаем, что мотивация наша падает для оказания услуги, но мы понимаем, что такое есть. Да? И здесь вот действительно это все про то, что у нас испортил грантовый вопрос и финансовые ресурсы иногда. Они, вот мы сегодня увидели, что очень часто про финансовые мы говорим. Да, и я хотела, и уже в прошлый приезд свой говорила, и буду повторять в этот, что вот чтобы избежать вот такой, открытия некоммерческих организаций под гранты, да, я бы рекомендовала на самом деле вот в регионе создать конкурс, да, для физических лиц. И он, конечно, не должен ограничиваться в рамках молодежной, то есть как бы возрастной категории, а он должен быть, возможно, даже с 14 до, то есть, пожалуйста, там, дееспособного возраста сделать вот это. И люди тогда пробовали бы свои силы, и после этого уже видели бы, да, мы возможность, что дальше человек осознает степень ответственности и создает тогда некоммерческую организацию. То есть, конечно, коллеги, конкуренция сейчас будет жесткая. Мы видим, многие учреждения открывают при себе, то есть как бы некоммерческие организации. Это вполне возможно тоже устойчивая модель. Нужно будет смотреть, потому что сокращение никто не отменял. Я вам хочу сказать, да, секвестирование бюджетов продолжается. То есть как бы если вы даже посмотрите элементарно на культуру, так как я вот в последнее время очень плотно с культуры, то мне культурщики говорят, что, извините, мы даже не заметили, как у нас деньги все уж, то есть как бы на мероприятия практически секвестировали, и их нету. То есть на мероприятия мы должны, или продать услугу, то есть как бы, да, как минимум, или найти проектный подход, написать проект и получить финансирование. Да, Алексей? Да, Жанна Александровна. Да, и вот Культурщики очень подозрительно звучит, конечно. здесь, конечно, А все остальное, да, да. здесь, конечно, уже получается такое стирание границ между бизнесом и некоммерческим сектором, но коли мы себя называем ресурсными центрами, то мы действительно должны думать и о том, чтобы спектр наш услуг и наши ресурсы, они должны быть многогранные, и возможности тоже прихода к нам, поступления различны. Тогда, Надежда Моисеевна, запишите, пожалуйста, сейчас догму в 2 словах. Идеальный ресурсный центр, Жанна, это какой? Это как раз устойчивый ресурсный центр, который может без поддержки гранта обеспечивать те услуги, на которые он заявляется, и поддерживать свой статус ресурсного центра. Идеально. Да, и про возможности заработка, да, наверное, тоже Да, надо. и Тот, который оказание зарабатывает. возможности, Услуг, да, оказание платных платных услуг. Мгм. И тогда я попрошу сразу продолжить накидывать про идеальный ресурсный центр Алексея. И здесь, с вашей точки зрения, насколько вы согласны с предыдущим оратором или нет? Потом вы же сейчас увидели такой небольшой, но срез, какие мы. Вы здесь 2-й раз.
и понимаете, что, может быть, мы сильно отличаемся от северной столицы Санкт-Петербурга, может, у нас есть схожие какие-то вещи, а может быть, у вас есть идеальные примеры, вы нам подскажете, где нам подсмотреть? Идеальный ресурсный Спасибо, центр – это Гантельна. какой? Не готов вам сразу накидать, Хорошо. но некоторые тренды, которые, мне кажется, могут нас тоже направить, я, конечно, уже озвучу. Невозможно не согласиться с таким оратором. Безусловно. Спасибо, Жан Санна, конечно, вы так разгорячили обстановку. Но хорошо, что так. Зажгла. Да, в Якутии надо согреваться. Да. Это круто. Тоже, безусловно, работая с НКО и общаясь с ресурсными центрами в регионах и в Санкт-Петербурге, вот некоторые тенденции, которые очень остро проявились как раз в этом году, в этот очень тяжелый период, который вот мы с вами не виделись, они, так сказать, обострили эти тренды, как тут на войне самые искренние чувства, они же в сложных ситуациях лучше всего проявляются, так как НКО, общественные проекты близки к таким человекоориентированным практикам, то, конечно, все лучшее, конечно, всплыло. На большинстве, что федеральных, что городских, что петербургских форумах, съездах, комьюнити, некоммерческих организаций, общественных проектов, все эти форумы начинаются одинаково. И это тоже очень интересная такая вот трендовая история. Все форумы и наши стратегические сессии начинаются с того, что все говорят о том, что нет возможностей, нет ресурсов, нет помещений, нет информации, нет обучения, денег нету мало. Вот, заканчивается, как правило, спустя целый рабочий день, практически одинаково на подведении итогов почти все форумные мероприятия нашей страны. Заканчивается тем, что, блин, на самом-то деле было у этих, но я не знал, что они бесплатно дают помещение. Вот, оказывается, можно было онлайн у соседнего там района Улуса в ресурсном центре обучиться, но я-то не знал с утра, поэтому простите, что я так с утра еще ругался. И на самом деле так по всем параметрам. И если в течение форумного дня кто-то перешел по QR-коду и увидел капитан грантов, и увидел, что ежедневно десятки грантовых конкурсов в стране, я сам, будучи, как Жан Санна, в теме, я не успеваю мониторить то количество грантовых конкурсов, которые сегодня существуют в стране. Даже, в общем, в своей узкой профессиональной сфере культуры, социокультурных проектов. Я не успеваю. То есть, на самом деле, возможностей сегодня сильно больше, чем у нас есть запрос, у нас как у сектора, как у НКО, и чем вообще есть заявки, да, на эти меры поддержки. Это правда, это объективно, это аналитическими средствами абсолютно подтверждается. В этом смысле нужно декларировать, что на сегодняшний день возможности и ресурсы есть, их много, их точно не нужно укрупнять, добавлять, наоборот, тенденция другая. По крайней мере, по линии Росмолодежи, да, мы так долго шли к увеличению сумм лимитированной грантовой возможности, что 3 миллиона 14 лет на проект на карточку по паспорту без юрлица, это был перебор. Да. Это было расхолаживание. И в предыдущем, в этом году это было уже 1,5. И регионы просят еще уменьшить. И уже под каждый форум, да, был лимит свой, не было единого, исходя из региона проведения той же территории смыслов, да, исходя из ситуации, направления форума, творческие или айтишные и так далее. И это тоже тренд, и он, в общем-то, подчеркивает, что уже не в деньгах счастье, да, их слишком много становится. Следующая история, исходя из этой ситуации, что основная, да, нехватка наша, в каком ресурсе, конечно, в информации. И в этом смысле мы можем сказать, что, ну как же, есть же сайты, у каждого фонда есть сайты, есть социальные сети. Но тем не менее, Жан Санна об этом говорила, что мы с вами спецы в проектной деятельности и в реализации. Мы понимаем, что невозможно быть одинаково полезным всем, да, своим продуктам. Нет универсальных. Да? Каждую геркулеску продаем по-разному. Бабушкам в крафтовой дешевой упаковке в советской за 10 копеек, здоровым семьям с маленькими детьми красную, желтую, веселую, обязательно написано для детей. Гранолу. Геркулеска та же, но с другие деньги. А если она зеленая, с колоском эко, без глютена, без муки, без геркулеса вообще, то вообще она может стоить 500 рублей, ее будут покупать фитнес, как красотки и так далее за бешеные деньги. Но продукт везде один и тот же, но невозможно продать его одинаково. То же самое с информацией. Мы понимаем, что ресурсов и возможностей много, информация о них есть, но для каждой узкой целевой аудитории, в том числе в общественном поле общественных проектов НКО,
невозможно одним ресурсным центром ее адекватно подать и в хорошем смысле слова продать. Поэтому и с точки зрения инфопродукта нужно, конечно, сегрегировать эту поляну и понимать, что ресурсных центров всегда будет много, они всегда будут разные, и на самом деле это объективно единственный выход вот эти вот сделать фокус-группы целевых каких-то аудиторий и на них эффективно воздействовать, эту информацию транслировать. Так что это нормально, что их много, они разные. Следующая история. Прошлый год культуру больше всего, а вообще все, конечно, отрасли погрузил в цифровую среду. Понятно, что пандемия, да, обострила эту историю. И вот если культура сложнее всех интегрировала свои культурные продукты и болела за аншлаги, за атмосферу, за аплодисменты, за поклоны, что невозможно было уйти в социальные сети, в цифровую какую-то историю, то в пандемию стало понятно, что нужно, иначе не выжить. То есть вопрос жизни и смерти, почти как у вас с пожарами. Или закрывай, или увольняй, или на улицу, или трудоустройся в другое место. Вот в этом сложном моменте, в вопросе просто жизни и смерти, оказывается, можно в социальных сетях работать учреждением культуры и НКО, как замечательно ушли, да? Более того, вот даже на моем опыте интеграция некоммерческих проектов в социальные сети и среду интернет, она многократно улучшила результаты, повысила эффективность. Вот. На нашем примере фестиваля театральной школы Петербурга «Вешалка», который 8 лет проходил в Петербурге и радовал 35 тысяч человек за всю свою историю. За 1 год пандемии этот фестиваль получил аудиторию в 1 миллион просмотров в 30 регионов. И казалось бы, что раньше счастье было в том, что выпускные спектакли петербургских театральных школ, которых больше всех в стране, в Петербурге, видели там 500-700 жителей Петербурга, теперь их увидела вся страна в таком количестве. Оказывается, это огромный рывок вперед, огромное развитие и большое межрегиональное партнерство. Таких примеров очень много. Поэтому, соревнуясь с реальной средой, да, мы точно понимаем, что виртуальная среда не то, что для нас теперь привычная, а она для нас постоянно, стабильна. И если мы будем иметь возможность в будущем вернуться в очный формат полноценно, то виртуальный компонент, он навсегда с нами останется, просто потому что это очень эффективно. Это невероятный инструмент развития, и это очень удобно, как оказалось. Да, вот еще там 2 года назад нам зачем бы вот эти вот мейкеры были нужны для таких онлайн-опросов? Конечно, всем было бы чуть-чуть ленно, чуть-чуть влом, некомфортно. Вот, безусловно, сейчас мы понимаем, что это очень круто. И спасибо за это пандемии. И, к сожалению, это было не вопреки пандемии, а благодаря такое развитие. Следующее, так сказать, доказательство, какая-то практика, да, вот виртуальных историй. Мы вот с Жанной Санной были в числе инициаторов проектного офиса поддержки социокультурных инициатив в Санкт-Петербурге, который образовался на платформе Общественной палаты Санкт-Петербурга. И опять-таки, когда появился фонд культурных инициатив, и никто не знал, как к нему подойти, это было все очень быстро, это было огромное счастье, 3,5 миллиарда рублей, какие-то новые критерии, творческие концепции, появился социальный эффект, ушли качественные показатели, много чего нового, никто не мог объяснить. Да? Вот мы на запрос петербургских деятелей культуры ответили созданием такого проектного офиса, и в который вошли, благодаря его виртуальному формату, эксперты со всей страны. И более того, нам ничего не стоило, помогая петербургским деятелям культуры, проводить вебинары и открытые консультации интересантам со всей страны. И у нас получилось 1500 заявок через электронную почту, через сайт, и там 35-40 регионов. И до сих пор вот эти люди с нами, так сказать, в коммуникации. Сообщество создано. И более того, у нас есть неформальный свидетель этого сообщества, телеграм-чат, в котором сейчас уже 700 подписчиков, Культпроект. И мы всех приглашаем под хэштегом Культпроект подключиться к соцсетям. Но что он доказывает? Что вот, так сказать, проект активную фазу чуть-чуть закончил, но в этом чате есть участники почти там из 30 регионов, есть эксперты со всей страны, которые в культуре понимают, и в социальном проектировании оценивают грантовые конкурсы, есть даже представители ФПГ, так сказать, его руководства. Вот. И благодаря разнице часовых поясов, разнице компетенций участников этого чата сложилась его экосистема. Они сами общаются, сами варятся, сами друг другу помогают и находят партнеров друг у друга. Консультируют друг у друга. Вот он формат ресурсного центра. И нам центра, ничего не нужно. Да. Эта история была абсолютно без бюджета сделана, но ее
вынужденная виртуальная форма, пандемию спасти и помочь в ФКИ поучаствовать, Мгм. она, кстати, грандиозно посодействовала развитию. Вот, и, безусловно, э, опять-таки, так как мы проектировщики, мы понимаем, что нет универсальных вещей, и каждый наш проект уникален, да, Мгм. вот Якутия, она еще в прошлый раз у меня такое неизгладимое впечатление оставила, все-таки какой сложный, какие сложные предлагаемые обстоятельства для жизни и для действий. Мгм. Ведь таких в России надо еще поискать. Настолько, правда, разбросаны на огромной территории, настолько суровые природные климатические условия, настолько технически непросто, да? Какое количество улусов Но до при сих пор этом без активно, интернета. я Да, хочу сказать, в отличие от Магадана, конечно. который, ну, знаете, как-то вот вообще, ну, В спящем в режиме. спящем режиме Да, находится, да. то Якутия, да, то есть Мгм. очень активно вот в этом плане. Но понимая, что все-таки по одной интернет-точке есть, да, и мы Мгм. знаем план до 2024 года, что интернет будет добираться до самых отдаленных арктических районов муниципальных, мы понимаем, что если в других регионах нашей страны интернет – это дополнительные возможности, да, мы и так работаем, и так встречаемся, и так общаемся в ресурсах, а это дополнительно участвовать в межрегиональных, да, историях, то вот для арктического региона это вообще единственная реальная физическая возможность быть в коммуникации, Мгм. получать блага от ресурсного центра, обучаться, участвовать в конкурсах, получать финансирование и участвовать в мероприятиях страны. Поэтому вот в этом смысле именно виртуальная оболочка, виртуальная среда ресурсного центра для Якутии, мне кажется, вообще единственно возможной, потому что она в 100 крат эффективнее любой другой очной. И в Петербурге, на самом деле, у нас тоже этот тренд отражен. У нас нету как такового дома НКО петербургского, хотя 8 миллионов Мгм. жителей, 10 тысяч НКО. У нас нету как такового городского ресурсного центра, Нет. нету благосферы, как в Москве. Но несколько вот таких виртуальных сообществ, Мгм. они есть. И они доказывают, что этого сегодня более чем достаточно. Просто у нас физически нет времени уже ходить в дом НКО, в ресурсный центр, на очные мероприятия. Максимум, что я по времени могу себе позволить, зайти в чат, быть в приложении и следить за социальными сетями, чтобы быть в теме. Просто слишком ускорилась наша жизнь. Ну, Да, Алексей, можно вот да, тут добавлю? да. Вот, знаете, из практики тоже говорю, например, была в том же Санкт-Петербурге, да, Мгм. где мы на базе там библиотек, да, благодаря вам Мгм. тоже я могла выходить в интернет. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе, да, и ряд других регионов. То есть есть коворкинги. Или вот в Пермском крае сейчас была тоже как раз созданы пространства, где они нужны. Объясню почему. Потому что когда нужно мне, например, выйти в прямой эфир, да, и это удобно оборудованное, то есть, скажем так, пускай небольшие, там, 5-6 квадратов, но они реально мне позволяют технически качественно выйти в эфир, да, или Инстаграм, или в Zoom, там, или как какой-то другой площадке. Поэтому я бы все-таки ресурсные центры, почему я так настаивала, может быть, что это будет не финансово, да, а закупка какая-то для обеспечения ресурсных Мгм. центров, Мгм. Точки материально-технической Да-да-да. такой И оснащенностью. И это очень пространство-коллективная работа, нужно, да, сайды. Сайды, хромакей, чтобы платформы был, сейчас Да. чтобы Конечно. можно Мгм. было снимать какие-то, не знаю, полезные контенты по вашим тематикам. Ну вот, Алексей, извините, что я так Что встряла. вы, Жан-Сан, мы так редко видимся, что я очень рад. Вот, следующая история, что этот год появлением, в первую очередь, конечно, Фонда культурных инициатив, он продемонстрировал, что организационно-правовая идентичность некоммерческих организаций как общественных проектов, она Мгм. разрушилась абсолютно. И если раньше Дом НКО был призван помогать регистрировать именно некоммерческие организации, поддерживать проекты некоммерческих организаций, то на сегодняшний день, на примере Фонда культурных инициатив, который впервые на федеральном уровне это запостулировал, мы понимаем, что общественно полезные, общественно значимые проекты не то, что могут быть, они есть и у индивидуальных предпринимателей, Мгм. и у ООшек, и у муниципальных бюджетных учреждений. Мгм. То есть абсолютно смешалось. И дальше вот топить, извините за такое слово, да, именно за НКО, это очень странно, потому Мгм. что в НКО мы видим, что многие Теперь не за зарабатывают на качество, грантах, Да. а за и одновременно мы видим, количество, а как за и качество. огромные Да, финансовые и вливания всё гибридное. коммерческие Мгм. организации Такой позволяют перекос. себе сегодня допускать на поддержку некоммерческих проектов репутационно, а иногда очень даже смыслово и осознанно для Мгм. поддержки собственного бизнеса. Вот. И та же самая история с ресурсными центрами.
если посмотреть по стране, зачастую это не всегда некоммерческие организации. Иногда это какая-то ветка опорного большого богатого предприятия, и это коммерческая структура, да. Иногда есть мощная бюджетная организация, которая отраслево может себе позволить, да, поддерживать некоммерческие проекты. Иногда есть даже штатные единицы, которые в бюджетном учреждении в отрасли, да, занимаются взаимодействием и поддержкой некоммерческих проектов. Поэтому, наверное, мы сегодня говорим о каких-то центрах поддержки общественных инициатив, общественных проектов. И наши двери, правда, открыты всем. Да? Принцип один, что если мы деньги и ищем на свою инициативу, то мы эти деньги не зарабатываем, а потом не делим между собой. Даже если мы их ищем, мы их тратим на проект и на развитие нашей некоммерческой деятельности. Вот. Поэтому вот если все это обобщить, вот еще хотел сказать про отраслевую все-таки специфику. Это тоже наш опыт. Есть такой тренд сегодня, да, вот максимальной сегрегации целевых групп, да, очень много маленьких сообществ. Сегодня можно эффективно двигать информацию, взаимодействуя с большим количеством маленьких лидеров сообществ, да, но невозможно в целом что-то кому-то донести. В этом смысле вот просто под вывеску «Дом НКО» никогда не придет бизнес. Мы увидели и знаем, мы это доказали статистикой, что вот достойные деятели культуры, они никогда себя не ощущают вообще НКОшниками, они не про то. Мы про культуру, мы деятели культуры. Библиотека, НКО, Другая нет. планета. Ресурсный центр библиотеки, нет, другая история. Поэтому вот некоммерческим проектам в сфере культуры комфортно получать информацию от культуры, даже если это НКО. Патриоты тоже себя к НКО и в Дом НКО не очень захотят. А вот быть в клубе патриотических объединений на уровне региона, мы патриот, я патриот, Роспатриот, им очень комфортно и хорошо. Поэтому вот действуя по принципу сообществ, безусловно, есть смысл допускать большое количество условных ресурсных центров, да, которые бы поддерживали некоммерческие проекты всех организационно-правовых форм, но по принципу вот какой-то отрасли. Тогда это работает. И вот на примере нашего Жанны Александровны культ-проекта это было очень очевидно, потому что есть прекрасный семинар ФПГ, где коллеги 5 часов в 2020 году в пандемию разбирали заявки за всю историю фонда президентских грантов по номинациям «Культура» и «Творчество». Так вот, они доказали и показали, что именно у культуры и творчества самый низкий балл по критерию проектная логика за всю историю ФПГ. Хотя там есть экологи, любители, бабушки, ветераны, кого только нет. Но почему-то у культуры, правда, сложнее всего. Потому что психогенотип такой. Потому что творческому человеку важно реализовать себя, свой творческий потенциал, художественный образ, но только не быть социально полезным и решать социально-экономические проблемы на той территории, где ты живешь. Поэтому очень сложно человеку не из культуры объяснить социальное проектирование, объяснить проектное управление, проектный менеджмент людям в культуре. Поэтому, когда мы проект организовывали, у нас были эксперты, их очень мало по стране, которые имеют большой опыт в культуре и заслуженные деятели культуры, при этом все понимают в проектной деятельности, при этом оценивают грантовые конкурсы. Вот по этой логике все складывается, и тогда все общаются на одном языке. Поэтому и информацию о возможностях по реализации проектов, и обучать все равно должны люди из отрасли свое сообщество, тогда это имеет высокий KPI, большой КПД. Вот, это подтверждает и вот молодежные все тренды, да, ну невозможно, если в ресурсном центре такие магикане, которых вы сегодня привели, нами очень уважаемые коллеги по стране, вообразить, что вот под такой личный бренд просто такого возраста руководителя придет 100-500 молодежи, не придет. Но есть какие-то поколенческие истории, да, которые подтверждены большими исследованиями, Сбербанка, Оси и прочих больших корпораций, да? Просто мы понимаем, что если руководитель даже ресурсного центра там за 40, за 50, не будет здесь толпы 20+, да? Поэтому здесь тоже есть эта сегрегация на целевой аудитории. Пускай будет молодежный ресурсный центр отдельный. Вот. Это подтверждает и тенденции на передачу социальных услуг, да? Они в культуре уже есть. Да, вот, поэтому все чуть-чуть смешалось. Да, это социальная экономика, тоже записывайте, пожалуйста, себе, погружайтесь, это новое как раз
мы-то и должны формировать эту социальную экономику, а если мы ее не понимаем, не знаем, то есть как бы не изучаем сами, то как мы ее можем создавать? В том числе и креативная экономика. Извините, я вот всегда привожу пример, что говорю, молодежь, мы же обучаем молодежь, понимаете, я не в укор там старшему поколению, да, ни в коем случае сама к ним отношусь, можно сказать, уже сейчас, вот, но в части того, что мы же реально растим, то есть как бы вот молодых людей, и уже они, знаете, какие талантливые. Я правда уточняла, вы точно 11-классники, вы точно школьники, это сейчас на лидерах 21 века, ну вот они говорят, да, но как они мыслят, как они спрашивают, вы бы знали, я несу ответ, у меня там 10 человек перезвонили, сказали, хотим личной обратной связи и усовершенствуйте нас, что нам необходимо сделать, понимаете, какие они уже, они прям докапываются, звонят, просят, то есть как бы требуют, и ну, в такой, как говорится, приличной форме, да, то есть как бы, но они готовы предлагать новые технологии, решения, они целеустремленные, и смотрите, конечно, изучайте, не знаю, вот кто, поднимите руку даже здесь присутствующих, кто был сейчас, где только у нас в каком регионе не проводился форум по креативным индустриям? Вот где? Вот даже В Петербурге еще не проводился. И у нас еще тоже не проводился, хотя мы взяли курс. Вот. Понимаете, на а их уже развитие. очень много, ведь можно сейчас, В Югре опять, о уже чем было. говорю, смотрите, все уже образование, можно только ленивый, может быть, не ресурсные центры, задача это собрать образовательные контенты, да, где можно посмотреть, послушать и получить уже информацию, да, то есть как бы, и уже когда формировать потом запрос на свои площадки, уже с четким конкретным запросом, не об общих формулировках, да, то есть, а что это, для чего это, а под конкретную свою задачу, привозить уже спикеров, тренеров, да, которые конкретно решают вашу задачу здесь на местах, то есть как бы будьте более уже требовательны в части того, что, а если вот он приехал, что поменяется, то есть как бы у нас, а какие технологии, как это можно адаптировать, как этот именно тренер-технолог может порекомендовать именно на нашей территории изменения, да, ну то есть вот такой запрос. И я еще, Алексей, простите, опять вас встряла. Да-да-да, вот ярмарки, помните, у нас ярмарки, значит, организаций были, да, или проектов, это тоже хорошая история, но я считаю, что она должна трансформироваться, с какой позиции? Но смотрите, у нас есть, ну, не знаю, кто-то опять участвовал в выставках, да, какие-то, неважно, то есть, как бы, это выставки текстильных пром, да, или там промышленные какие-то выставки. Мы, когда приезжаем на эти выставки, скажите, пожалуйста, а что мы там смотрим? Мы смотрим конкретный товар, Продукт. да? Продукт, то есть как бы, извините, тогда вопрос, а почему вот некоммерческие организации не предоставляют, вот я пришла, и вы же как, туда может приходить бизнес, да, и конкретно не общую смотреть организацию, у меня там 5 проектов реализованных, у меня там 30 там, тысяч благополучателей и так далее. А я хочу, а что я у вас могу купить, как говорится, да? Может быть, еще раз повторюсь, есть у вас мастер-классы какие-то замечательные, а у меня там целевая группа, ну не 100%, вот, например, у меня люди без гортани, да, а у них есть дети, и у вас, а у меня целевая группа конкретно люди без гортани, да, а у них семьи есть, я же могу для их, мне не нужно заводить вот отдельно для обучения с детьми, то есть как бы, но я их семьям могу помочь, и я иду еще, а у кого замечательные какие-то онлайн-мастер-классы проходят. И я могу их сама, или купить, это моя уже забота будет. Я их буду продавать, я их буду, то есть, как говорится, закладывать в гранты и так далее. Но такой вот, к сожалению, я еще ярмарки не встречала. И если Якутия в 2022 году, как говорится, проведет такой формат, вот, на мой взгляд, новых технологий, да, когда мы покажем конкретно свои услуги, более того, в ценовом эквиваленте, я вам хочу сказать, понимаете, да? То есть, как бы, чтобы мы, эта задача будет... Причем продадим на всю страну, да, на республику. Да, Это совершенно было верно. Да. И я вот прям выношу это предложение, коллеги, если оно И срастется... перейти на третий тип. Уровень. Сразу, да. Пятый Хорошо элемент бы в сразу столетие будет. республики, да, такой вот сверхзадача. Да, ну и продолжая все-таки концепция креативных индустрий нас тоже отрезвила во многих моментах. И с одной стороны, ведь тоже интересная история. Креативная индустрия объединяет все отрасли. Креативные индустрии, они же и про
экономику, и про культуру, и про молодежную политику, и про высшее образование, И да, про инновации. и про инновации, про цифровое развитие, очень много про все. Но для каждой из отраслей абсолютно своя подача концепции креативных индустрий, да, и своя часть возможностей реализации, да, этой концепции. Поэтому вот невозможно сделать универсальный центр, да, реализации концепции креативных индустрий на территории сразу для всех сообществ. И в этом смысле, если не могу об этом не намекнуть, если именно вот в культуре и в творческих каких-то аспектах рассматривать эту концепцию, то нам кажется, что именно библиотеки на локальных территориях, как единственный источник того, что там осталось от культуры и чего-то Или клубы. интеллектуального и гуманитарной направленности, да, вот библиотеки можно рассматривать как единственно вообще возможную среду обеспечения развития креативных индустрий на локальных территориях и видеть в них ресурсные центры. У них будет свой сегмент, интеллектуальный, гуманитарный, айтишный вполне себе, да, в контексте креативной экономики на территориях. И так как я вот занимаюсь открытием проектного офиса Российской национальной библиотеки, об этом тоже нельзя не сказать, то в нас вы можете видеть вот прямо флагманского партнера, потому что Российская национальная библиотека курирует 42 тысячи библиотек, является первой в стране, и в десятку входит библиотек национальных мира. Поэтому, если в этом смысле вам будет нужна какая-то ресурсная методическая поддержка, то вы в этом смысле можете на нас рассчитывать. Вот, поэтому, если все обобщать, если какой-то роли координатора говорить, именно вот единого ресурсного центра, там на Земле многое понятно, кому хочу это все, то, наверное, в этой координации я бы видел в первую очередь вот создание информационной, прежде всего виртуальной, как облако информационной экосистемы, потому что в ней каждый ищет для себя бонус, интерес, мотивацию, зачем мне это нужно, и каждый в ней добавляет свой кусок информации, понимая, зачем я эту информацию даю, ожидая обратки. И эта экосистема поддержки, развития, взаимодействия таких общественных проектов, важно, общественных проектов всех направлений и всех организационно-правовых форм. Мы чихаем уже НКО, ИП, ООО или кто-то. И в этом смысле мы говорим об информации, о поддержке всех заинтересованных сторон. Сюда, в этот хаб единый, должна капать и от бизнеса информация, и от федерации, и от других регионов, как Петербург капнул про проект. Единый ресурсный центр туда, в те сообщества, где это отвечает запросу, да, критерию, эту информацию дальше направляет. И в этом смысле общественные проекты нужно, конечно, рассматривать уже как некоммерческие инициативы физических лиц и юридических лиц любой организационно-правовой формы, но которые направлены не на извлечение прибыли, чтобы в конце года ее поделить, а на повышение качества жизни на локальных территориях, то есть на решение социально-экономических проблем. А кто это и как это делает, нам не важно. Вот. Если, вот, простите, что так долго. Бесценно, бесценно. Молодец, Алексей. Ну, я что могу сказать? Я, во-первых, растворилась здесь, в этом обаянии ума, красоты, да, совести нашей эпохи. Когда культурные столицы и центр вселенной представители лучшие присутствуют здесь, это здорово, это был верный шаг, что мы все-таки сейчас здесь при этой ресурсной поддержке нашей первой, ну как сказать, отплываем, да, от берега, именно вот с такими людьми. Все-таки я настойчиво хочу вас попросить сформулировать в 2 словах идеальный ресурсный центр, это какой, мы запишем для истории, сфотографируем, в рамки повесим, через 25 лет приедете. Мы не пишем, что он единый или это Нет, земляной вообще, ресурсный центр. идеал. Я в таком случае подчеркнул бы вот то, о чем мы забываем. Учитывая сегрегацию целевых групп, он должен быть комфортный и удобный. Комфортный и удобный. Если мне 14 лет, то должны быть Всё. соцсети, которые под меня выглядят, под Отлично. меня дизайн, Да, под да. меня тексты, под меня посты, все под меня. Если мне 60 лет, то для меня другие тексты, другие смайлики, другие картинки, в другое время, все по-другому. Невозможно быть полезным для всех. Поэтому комфортный и удобный. Про юзабилити топик. Огромное спасибо. Я сделала вот в заключении, вот на этом листочке я попыталась зафиксировать все тезисы. Может быть, что-то упустила, вы мне напомните, коллеги, но я не могу не использовать ресурс нашей высшей школы,
и не спросить, что такое идеальный ресурсный центр, а Ксению Пунину с точки зрения дома эндаунтмента, целевой капитал, мы говорим про устойчивость, про то, что нас не сдвинет с тела, но с места. То есть для меня эндаунтмент – это тело неприкосновенное. Камера придет, присаживайтесь, пожалуйста, рядом вот с Еремеем, представителем Сабыйского района. Да. Нет, в Камера другом пришла. смысле. В другом смысле. Это про информационный ресурс сейчас. И вот эндаунтмент, уставной капитал – это то тело, которое позволяет нам использовать и наращивать, использовать в своем административном каком-то, да, и так далее. Вот с вашей точки зрения идеальный ресурсный центр – это какой? Уважаемые коллеги, на самом деле потрясающе важная дискуссия сейчас была. Действительно, мы в университете начинали как центр знаний. Мгм. То есть группа людей, которая накопила так много знаний, что нет сил не поделиться. Очень нужно поделиться. Учебный план не позволяет поделиться всем тем, что накоплено, поскольку там учебный план определенный стандарт. А здесь накоплено так много всего, хочет с организациями делиться с органами власти, с бизнесом, с сообществом, с университетами и так далее. 3 года, вот мы сейчас, в данный конкретный момент, находимся на пути становления ресурсного центра. Действительно, а что же такое ресурсный центр? В чем наше УТП, да? В чем наше уникальное торговое предложение? Чем мы, как ресурсный центр университетский, будем отличаться от всех тех ресурсных центров, которых сейчас так много, что, если честно, даже страшно. Потому что если лет 5 назад я понимала, что у нас в Перми есть ресурсный центр грани, не нужно было ничего больше объяснять, то сегодня вы уже знаете такое: ты ресурсный, ты не ресурсный. Ах, ты не ресурсный, когда мы с тобой не общаемся. Мы начинаем все вдруг видеть себя, мы ресурсные, и что? И что из этого, да? И что дальше? А какую проблему-то мы решаем? А в чем, собственно, потребности у тех, кому мы этот ресурс предлагаем? А на самом деле получается, что мы никакой не ресурсный центр, а мы сами ищем ресурс, чтобы его просто перекачать. Поэтому уникальное торговое предложение, наш результат, наш тот продукт, который мы предлагаем, все-таки, я считаю, не надо. Это крайне неправильный путь всем в этот маркет давать, всех одинаково, значит, ячейки одинаковые, да, в картотеке складов. Все-таки мы должны быть действительно все уникальны, чтобы мы могли обмениваться информацией, методическими разработками, базами знаний, базами экспертов, базами спикеров и теми самыми модельками образовательного продукта. Только что сейчас Высшая школа экономики проводила исследование наших центров знаний по целевым капиталам и центров социальных инноваций, которые тоже созданы по инициативе и поддерживаются фондом Потанина. И на самом деле, как выяснилось, самый большой запрос от наших благополучателей – это индивидуальность подхода. Индивидуальность подхода. То есть, казалось бы, да, мы так много всего делаем, проводим семинары, вебинары на 500 человек и радуемся. 500 человек. Списки А на самом деле, после этого семинара у этих 500 человек появляется 500 разных траекторий. А дальше надо как раз такой, должно быть многоступенчатый. То есть один ресурсный центр, например, вот таким образом сеет, да, любимая тема, сеет зуб дракона, да, то есть мы вот их рассеяли. А дальше где-то проросло, да, и вот там вот мы предлагаем вот индивидуальную траекторию. То есть вот как раз муниципальные, возможно, и могут брать из запросов или отраслевые, или муниципальные. Или какие-то тематические, да, индивидуализация подхода. 100%. Для идеального ресурсного центра я вижу как раз, конечно, хаб. Я абсолютно разделяю все, что было сказано Жанной, Алексеем. Хаб. И мы тут на первой игре выяснили, да, когда здесь с вами работали. Вчера мы играли в библиотеку. Мы много знаем, центр знаний.
Да, потому что для бизнеса, ресурсный центр для бизнеса мощнейший инструмент и партнер для того, чтобы бизнес не ошибался, когда он начинает поддерживать какую-то коммерческую организацию, которая, как ему кажется, что-то делает важное, полезное, а потом разочаровывается, потому что все не так на деле. И классно, когда ресурсный центр становится партнером для бизнеса, точкой входа в этот сектор, да, чтобы бизнесу не нужно было тратить кучу времени и денег на консультации где-то вовне, когда можно прийти в ресурсный центр. Да, то есть и для бизнеса, и для власти. Да, власти тоже нужно понимать, а кто те самые надежные партнеры, с которыми можно дальше. Ну да, сейчас у нас это есть так. Отель порекомендует, а ты гарантируешь. А он ты- белый, а он прозрачный. Да, он точно. То есть Ему у нас можно нет такой, доверять? скажем так, такого можно механизма, да, пожертвовать. где вот или четких понятий, что да, он действительно имеет определенный статус, да, там рекомендации и так далее и тому подобное. То есть, ну только письмами благодарственными, но опять не факт, да, то есть как бы Конечно, насколько доверие есть, то есть как бы. средоточие информации о секторе, о благополучательных оттенках, кто может. Да? И здесь для меня одним из эталонов траектории ресурсных центров сегодня это Югра, которая становится тем самым ресурсным центром, который для бизнеса помогает бизнесу найти тех некоммерческих организаций, через которые они могли бы реализовывать свои КСО. Для НКО, которые не очень понимают, как им становиться устойчивыми, и они предлагают разные методики индивидуальные. И они, это мои любимые ребята, которые сегодня это сделали, и мы на них ориентируемся, эндаумент фонд для ресурсного центра. Когда мы говорим, Ольга говорила, что ресурсный центр должен быть с миссией, со стратегией, с горизонтом 2050. Если вы с горизонтом 2050, вы не можете работать без эндаумент фонда. То есть эндаумент фонд это для вас тот самый ресурс, ваш независимый, вы создаете для себя фонд целевого состава, за счет которого вы точно, абсолютно точно себя обеспечите свое существование на эту Но нас пугают просто сразу цифры, да, мы понимаем, Ну что ладно. и Всё коллеги Но вот тоже служат. некоторая нестабильность все-таки пока в нашей стране этой технологии. Смотрите, мы же говорим про стратегию 2050. Конечно, если мы с вами откроем сегодняшнюю волатильность валюты, мы, конечно, добавим себе седых волос. Расстроимся. Да, расстроимся. Или как сегодня падают акции наших уважаемых компаний, даже в IT-секторе. Да? Но мы же смотрим с вами в 5-летнюю, даже 50-летнюю перспективу. Там абсолютно точно этот опыт показывает, все трасты, все мировые практики показывают, это дальняя перспектива. И мы сегодня проедаем, да, сегодня деньги за ресурсы сегодня. Или мы откладываем на то, что завтра мы с вами будем не в ресурсе, ну, мы руководители будем не в ресурсе. Мы будем в моменте. Мы будем в моменте, хорошо? И мы захотим такие уехать там, где потеплее чуть-чуть, да, и побыть хотя бы год в этом моменте. Какая хорошая картина. За это время ничего не произойдет плохого, потому что эндаумент фонд, который мы с вами создали, он будет Прелестно. спокойно финансировать всю систему про устойчивость. Давайте сами станем устойчивыми. Да? Поэтому, конечно, это сложно. Конечно, если мы говорим, что мы примеры, Устойчивость, давайте напишите, примеры показывать. Мгм. И сегодня действительно пока что единственный ресурсный центр в России, который в эту сторону пошел. Да? Я думаю, что мы посмотрим, они сделают Югра? птички, они набьют шишек, Мгм. они... Ну, первым всегда сложно, конечно, то есть как бы. Свою упакуют, и нам потом расскажут, как надо. Да? И мы уже дальше А главное, как не надо. И как не надо, они тоже это смогут сделать. А вот поэтому, если сюда, да, то есть уникальные методические разработки, обширная база экспертов, вообще база знаний, этого очень нам не хватает, даже по целевым капиталам, там 260 цифра, единственную базу, которую делает Бенефис. У всех остальных это такая скрытая информация для себя и для своих. Открытых данных нам всем с вами не хватает, и каждый из нас, как говорил Алексей про эту систему, каждый из нас дает туда свою информацию, понимая, что в этом случае мы становимся видимыми,
мы становимся в этом горизонте доверия, да. Это устойчивость, конечно, я поддерживаю и через эндаумент устойчивость. И это, конечно, гибкость и индивидуальность подхода. Спасибо огромное. Давайте поблагодарим экспертов. У нас А можно я еще, тайм-менеджмент. буквально еще? Давай. Смотрите, Мы международный должны опыт закончить уже. вот показывает следующее. Они не у них очень много грантовой поддержки, но у них нету на самом деле, они не обучают подаче заявок на грант. Вот нужно отметить, что ресурсные центры не обучают подаче заявок на грант. То есть, коллеги, поэтому я очень боюсь. Вот и государству здесь особое внимание прошу уделить. Это риски. Завтра не получат. Как отрабатывать будем? Извините меня, KPI. неполученные ресурсы, да, то есть как будем негатив отрабатывать? Как люди будут реагировать на это? То есть, вот здесь я вот прям остро бью тревогу, а тут только опять, если мы будем правильно разные источники, и эндаумент, и оказание услуг, да, то есть, и партнерство, и так далее, и тому подобное. Поэтому, вот, коллеги, Ну что, нам. коллеги, это было очень интересно. Я не знала, что мы на такие орбиты выйдем, честно. Но здорово, когда находишься вначале в невидении, а потом с квадратной головой выходишь из открытого пространства благодаря нашим экспертам. Но мы точно сейчас, ну я думаю, что многие согласятся с теми, так скажем, тезисами, которые наши эксперты накидали про идеальный ресурсный центр. Но я хочу подвести итоги. Все-таки чего мы хотим, чтобы благодаря ресурсным центрам, как развивался наш некоммерческий сектор, да, чтобы и мы, ресурсные центры, были устойчивыми. Можно я зачитаю вот то, что накидала? Первое, что это создание сообществ, принцип сообществ, это несколько раз было произнесено, и сама пользуюсь, если честно, вашим телеграммом, и вижу, как это работает. Это реально работает. Оно само себя кормит. Да. Дальше разные меры поддержки и со стороны органов власти, да, грантовая политика, у нас вектор определился, материнство, да, семья и все, и это будет удваиваться и так далее, но мы говорим о том, что меры поддержки должны быть разные, имущественные, в услугах, в чем-то уникальном и так далее. Может быть, в штатных единицах, там, замещающих и так далее. Дальше цифровизация, диджитализация. В первую очередь нас, ресурсных центров, и то, что сейчас происходит действительно. И завтра, вчера мы не могли бы 45 подключений сулусов сделать одномоментно благодаря Zoom. Мы бы не знали об этом. Нам нужно было каждый раз выезжать, тратить ресурсы на транспортные расходы и так далее. Сейчас это все делается одномоментно вот так вот. Заплатил за Zoom и живи спокойно, как говорится. И согласна, что единый ресурсный центр это есть уже отправная точка создания экосистемы виртуальной. У нас разработана карта гражданских инициатив. Мы взяли за основу как раз ЮГРУ. А у нас было поручение Солодова Владимира, председателя правительства. Не было денег, спасибо Потанину, мы выиграли 1 000 000 рублей. А деньги остались в республике, резиденты IT-парка разработали. 220 проектов, инициатив активных граждан, социальных предпринимателей, НКО размещены. Но нам ее нужно сделать живой. И я только могу это сделать вместе с вами, коллеги, ресурсные люди и ресурсные центры. Я призываю здесь к объединению для того, чтобы следующее, наверное, стратегнуть по поводу того, в каком пространстве виртуальном мы каким образом друг друга проявим и как мы будем наполнять это, да, контентом. Дальше переход, очень яркая, волшебный пендель, я бы назвала, от Жанны Котовой: идите и зарабатывайте деньги. Хватит сидеть. И, кстати, когда здесь мы, помните, Геннадий здесь был, когда мы здесь с Владимиром Солодовым встречались и задавали вопросы, говорили, здесь очень дорого находиться в этом общественном центре, он сказал: зарабатывайте. Вкладывайте в услуги, оказывайте методически. У нас у всех были квадратные глаза, но я тогда поняла, что это можно и нужно делать. Камчатка зарабатывает сейчас как? Она оказывает ресурсный центр муниципальным учреждениям платные курсы по проектированию. Почему это нельзя делать нам? У нас нету KPI это в проектах.
которые выиграли гранты главы, Да. ФПГ и так далее. Почему нет? Мгм. Дальше. Быть в повестке трендов государства, общества, бизнеса. Мы не на отдельной планете, не на Альфа-Центавры, и нам нужно синхронизироваться, это точно. Для этого нужно следить, что происходит. Бизнес не будет нам доверять, если мы не будем понимать вообще, что такое устойчивое развитие. А власть скажет, а вы как хотя бы с нами отчитайтесь по демографии, нацпроекту. Как вы улучшили демографию, пока мы здесь сидели с вами 2 часа, да? Миллионный житель родился или нет? Вот, по точке входа библиотеки могу сказать, что мы идем с вами в одном направлении, потому что парк будущих поколений, который будет построен здесь в 2025 году. Мы участвовали в разработке концепции. Одной из точек входа у нас национальная библиотека, она практически со своим фондом полностью заходит в парк будущих поколений. Я надеюсь, встречу мы вам сделаем, и это будет то открытое пространство, которое в начале библиотека, потом качаем вместе с вами, коллеги, нам надо готовиться, soft skills, проектное мышление, то, что делает Геннадий, то, что делаем мы, то, что делает ресурсный центр ДК Кулаковского, прокачка проектного мышления у детей, у молодежи. Нам всем легче будет, если школьники уже будут в этом, да, находиться. И следующее, это уже hard skills, это про креативную экономику, это про креативную индустрию. Мы в Югре тоже презентовали. Я помню, Жанне понравилось. Мы действительно хотим, чтобы наши дети были современны. Именно уже ставка идет на наше будущее поколение. Общественное, я бы сказала, уже не ресурсные центры, а получается центр общественного развития. Да, когда к нам может прийти бизнес, когда к нам может прийти власть, когда к нам может прийти блогер, не знаю, представитель СМИ и так далее, и получить какую-то услугу. Но мы не должны забывать, что культуре, оказывается, приятно получать услугу от культуры. Мы действительно с этим столкнулись и поняли, что они какие-то другие. И когда приносят нам проект... Понятно. Да, Понятно. Александр Невский синхронизируется с Нюргуном Ботором Стремительным, и на это нужно 50 миллионов. То Мы это проверяем этот проект. Нам плохо, но мы понимаем, что вот так культуру остановить невозможно. Да, если это Чурон 21 век, то это значит гончарное производство, которое мы забыли с 15 века, а не то, что нам сейчас может предложить какой-то завод, например, с Пензы. Вот. И это исключительно так. Вот мы такие. И наши проекты уникальны. Взять Еремея, Абыйский район, родовая община. Его идея – это не только сохранить историю, на свою национально-культурную традицию эвенов. Нет, наша задача Омский, довести да, необычный. проект не только фонд президентских грантов, а до мирового наследия ЮНЕСКо и сохранить танец Эджи, правильно я сказала? Эджи. Вот этот танец довести и передать будущим поколениям. Вот это так глобально все. Мы совсем не тривиальны, и нужно вот это тоже понимать, и нам в этом могут эксперты только культуры, да, помочь и так далее. Социальная экономика, креативная экономика, да, если мы еще не знаем, нам надо понять, что это такое, да, и услуги, возможно, новый какой-то у нас будет форум услуг, технологий, практик, которые мы сможем предлагать, продавать, шеринг, обмениваться, причем доказательные практики и практики не виртуальные, которые, Жанна, извини, можно потрогать руками. Да? Ну, я правильно тебя поняла? Должно быть и то, и Да, другое. и то, и другое, и транслировать, и предлагать и так далее. Вопрос рентабельности, брат. Да. И это про устойчивость, про наш, значит, про капитал, про эндаунтмент. Об этом нужно думать. Для этого, наверное, нам нужно стратегнуть по поводу бизнеса. И это действительно взять наш университет, очень самый большой эндаунтмент фонд, один из самых больших, можно сказать, да, за Уралом. И здесь тоже можно у нашего же университета узнать, как они добились таких, что они 60 миллионов в год могут на свои
любые. Илона Маска можно пригласить на мастер-класс, например, Мгм. благодаря работе нашего эндаунтмент Мгм. фонда. Вот мы все это понимаем, что мы уникальные, мы красивые, мы всесторонне развитые, но нам есть куда стремиться. Я думаю, что мы еще подведем итоги и сделаем рассылку, точно направим Министерство по делам молодежи. Еще раз благодарим всех, кто остался с нами до конца. А какую-то обратную связь, как мы получим? Как мы получим обратную Да. связь? Еще одну Да. ссылочку в менте, может быть, нет? Чтобы люди В чате. сказали. Давайте- Да, или в чате. В чате, Или в да. чате. Давайте мы, коллеги, кроме того, Давайте. что вы оставили, надеюсь, все свои регалии, фамилии, имя, отчество, название организации, да, и как нам с вами связываться, база данных рождается здесь и сейчас. Кстати, Мгм. кого мы не знали, мы сейчас узнаем, и мы просим вас дать нам обратную связь. Согласны, не согласны, чего не хватает на вашей территории, может, есть конкретный запрос, вопрос, на который мы постараемся ответить. Если не прямо сейчас, то точно сегодня-завтра, пока у нас есть эксперты и мы все здесь. Пишите, ладошки, отправляйте. Вы дали разрешение включить микрофон. Если у кого-то участников онлайн-формата есть возможность задать вопрос сейчас экспертам, либо написать в чате. Мы сейчас дали разрешение включить микрофон. Ну и пока включают микрофон коллеги, да, с районов, хочу сказать о том, что на будущей неделе, 23-24, мы делаем курсы повышения квалификации для наших специалистов с районов, где как раз-таки опять будем говорить о моделях муниципальных ресурсных центров, показывать лучший опыт, то, что вы говорили в Горном Улусе, да, на базе Да. пространства коллективного развития Сайды, на базе в Мирном, как это сделано, да, это специалист управления культурой и так далее. То есть вот если мы получим до этого момента материалы, да, мы вас Да, ждем, конечно. тоже вы Мгм. получили приглашение на Мгм. эти, вот, то есть это у нас уже там будет конкретная разработка моделей ресурсных центров на местах, именно муниципальных, Вот. Отлично. Что-то пишут в чат, я вижу, да? Нет? Да-да-да. Да, Давайте зачитаем, мы здесь не видим. да. И да, Горный район, кстати, сейчас делает сетку в библиотеках, Да, у них будут кстати. открытые пространства. Мгм. Кюнай спрашивает, когда будет данное мероприятие. Курсы повышения квалификации будут 23-24 декабря. В смешанном формате письма, приглашения направили главам муниципальных образований. Юлия Добровольская из Мирного района пишет: создание муниципального ресурсного центра сначала компетенции, прокачка специалистов и включенность, понимание работы некоммерческих Шаг за шагом. Ага. затем открытие и передание ленточек. Леночка, точно. А не наоборот. Мирный, они наоборот, мирный, да. молодец. А не наоборот, это точно. Отлично. Еще, коллеги. Спрашивают, когда будет данное мероприятие. Ответила. Мероприятие по поводу. Мгм. О, очень много. За статистическую сессию очень много полезной информации. Мгм. Спасибо, коллеги. Еще? Может быть, у кого-то в зале есть обратная связь. Не Опять же, держите в себе. да. И сказать, задать вопросы. Кстати, был такой инструмент, да? Почему Да, у нас был, нет но- ладошек, да? Потому что мы торопились, и тайм-менеджмент все равно не уложились. Да, Да. Гена. Гимназия, ресурсный центр поддержки детских и молодежных социальных инициатив. Как раз 2 года назад здесь, в этом зале, мы встречали Солодова, председатель правительства нашей республики, и мы предложили идеи, чтобы мы создали сеть проектных центров на базе образовательных организаций. И эту ответственность мы взяли на себя, и в этом году выиграли грант главы Республики Саха-Якутия. Как раз мы создаем, сейчас на стадии создания этих проектных центров, и вот коллеги тоже сидят в Зуме, и мы понимаем из ваших курсов, из ваших тезисов, что мы в правильном направлении двигаемся, потому что это, во-первых, отраслевое, на базе образовательных организаций, потому что педагоги – это люди с образованием, легче воспринимают и легче могут это понять, и потом транслировать для населения. Это вот
выигрышно, потому что там есть ресурсы, пространство. Там и задача поставлена, Мгм. подача заявок в большую Да, перемену, да, и да. РДШ, и так далее, и тому подобное. Нацпроект Да. образования с Нацпроект первого класса образования, проектной да. деятельности. Да. В этом отношении мы тоже продвинулись и в рамках большой перемены бюджета. Мы предлагали кейсы ответственных организаций, который стал одним из популярных среди участников. И вот как раз нас пригласили, недавно были в Москве, в Курске, где проходил конкурс лидеров 21 века детских и молодежных организаций. Мгм. Так, и вот вторая задача как раз, как закончится средства гранта, как мы будем выживать, расширяться и развиваться. пока Вот мы слово опять проект- «выживать». То есть мы обучаем по технологиям. Мгм. А в следующем году уже при поддержке муниципалитетов, и вы предлагаете, вот как там нужно сейчас уметь зарабатывать, выйти на новый этап, и уже со следующего года работать как ресурсные центры, чтобы мы могли позиционировать и услуги предлагать, да, и на коммерческой основе, и оборудование было, да, и подготовленные кадры были, и так далее, и так далее. Мгм. Вот в связи с этим у меня предложение Министерства по делам молодежи, социальным коммуникациям, наше родное министерство, и некому нам, конечно же, обратиться, поэтому только к вам. Почему некуда? Такая просьба. Да. Ну, Мгм. ресурсная Мгм. по отношению. Мгм. Все-таки мы говорим о ресурсном центре, чтобы он работал долго. Это, конечно, система и команда. И сегодня в основном в ресурсных центрах у нас ресурсные человечки. И хочется, чтобы таких людей было больше в нашей команде, профессиональных, компетентных. Поэтому очень большая просьба в следующем году вот, собрать заявки от нас, например, 3 человека от каждого ресурсного центра, и для нас провести очень классную вот такую вот прокачку, именно трехдневная, с погружением, с выдачей сертификата государственного. Так инициируйте. Вот это вот, Очень здорово. это вот и Но мы есть. как раз, Да. могу сказать еще, можно? Смотрите, мы получили лицензию на той неделе, Образовательно. образовательную. Можете нас поздравить. Теперь у нас будет удостоверение установленного образца. И, кстати, и не только взрослое население, но и детское население. Мы включили и подростков, и молодежь, и так далее. Поэтому вот, пожалуйста, сидит ресурс, может заказчик, исполнитель, вы получатели. Вот, пожалуйста, Да, нашли смотрите, треугольник. знаете, какой запрос? Я слышу вас, о чем вы Мгм. говорите, и такой ресурс, например, прекрасен есть в Татарстане. У них есть центр Волга, да, где выезжают, и вот, знаете, на 3 дня как раз такая коллаборация, где не За вот так вот, город. потому что мы сейчас все равно разбежимся, Да. нас, как говорится, мы погрузимся в другие С задачи. погружением. Да, а там у нас есть возможность вот Ленские этой зори. коллаборации. И вот тут Да-да-да, я было тоже бы про это тоже, Ленские если зори. бы, хотя в Мы летнее должны время, были да, можно было бы провести, но из-за организовать пандемии мы вот, перенесли на февраль. вот такое мероприятие, Вот для правильно я про вас муниципалитетов понимаю? всех. То есть, и это было бы полезно. То есть, я согласна полностью, потому что, знаете, очень не хватает вот этих именно коммуникаций. И я больше за то, что, как Алексей говорит, топлю, да, в части, что, вы знаете, даже не учиться, ну, учиться, да, но это какие-то Отдохнуть. топ-спикеры, но больше хочется пообщаться. И вот я считаю, что такие встречи должны быть направлены на нетворкинг, да, то есть как бы на какое-то вот как раз на объединение, на раскрытие, то есть тем более я же знаю, что вы тоже такая особенность у вас есть национальная, когда вы закрыты, вы должны вначале довериться этому человеку, понять, он надежный или ненадежный, то есть, а это на все как раз игротехники есть, да, когда раскрывается человек в той или иной ситуации, это вот разогрева. И еще очень важный момент и запрос, который мы сейчас получаем от наших волонтеров. Камчатка, Алтайский край. Мы все сгорели. Мы выгорели в прямом и в переносном смысле. Нам нужно сделать профилактику и уже работу с выгоранием эмоциональным и профессиональным. Нам нужно уметь отдыхать, разгрузиться, наладить свои границы, помедитировать, ушу, йога и все Это что точно угодно. можно продавать на всю страну. Петербург с Москвой подключите. У нас есть авторский, вот, Мы все приглашаем. сгорели. И есть авторский курс, действительно, это очень важно, коллеги. Вместе с вами вот эти сформулировать запросы, и я уверена, что вы каждый владеете той технологией, практикой, которая может поделиться, и нам всем это будет очень полезно. Ну, давайте на этой дружественной ноте
любви, мира и добра. Мы закончим сегодняшнее мероприятие очень позитивно. Нас ждет игра. Там уже игроки пришли. А, Также приглашаем всех вас на игру поиграть. Кстати, вот вам и игротехника. Играем почти на деньги. Почти. Ну, я всех благодарю, коллеги. Давайте будем на связи и начинаем сотрудничать, общаться, налаживать горизонтальные связи, обмениваться ресурсами, помогать друг другу. Мы сильные, мы ресурсные. Ура! Пока.